Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать всех на Всероссийской онлайн-конференции «Эффективная школа. Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации». С нами сегодня работают не только представители Республики Коми, участники проекта «Эффективная школа», но также наши коллеги из Ярославской области, Вологодской области, Забайкальского края и другие наши коллеги, которые реализуют подобные проекты в своих регионах. Итак, мы начинаем форсайт-сессию региональной модели поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях. И я передаю слово для приветствия и основного доклада Олегу Александровичу Холопову, заместителю министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми, который расскажет нам о результатах реализации проекта «Эффективная школа» в 2020 году в Республике Коми. Пожалуйста, Олег Александрович. Спасибо, Марина Анатольевна. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Рад вас от имени Министерства образования, науки и молодежной политики Республики приветствовать на нашей конференции, на которой будут обсуждаться очень важные и значимые вопросы, стратегические вопросы развития системы образования. И первый из вопросов, который мы как раз сегодня на данной форсайт-сессии обсудим, это о результатах реализации проекта «Эффективная школа» в 2020 году в Республике Коми. Актуальность темы повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, связана с ростом ценностей для граждан образования как общественного блага, повышением их требований к качеству жизни, к качеству образования. Основная проблема неравенства в образовании в настоящее время связана с расслоением школ по образовательным результатам учащихся, когда наряду с успешными и благополучными во всех отношениях школами формируется целая группа школ с устойчиво низкими результатами учащихся. Разница в образовательных достижениях детей обусловлена не только их социальным и культурным происхождением, но и разным качеством обучения. Поэтому обеспечение равного доступа к качественному общему образованию для всех детей – одна из ключевых тем в целом для современного российского образования, так и системы образования Республики Коми. Необходимо отметить, что Республика Коми характеризуется рядом территориальных, демографических, социально-экономических факторов, таких как низкая плотность населения, полиэтнический состав, большая доля образовательных организаций, расположенных в сельской местности, наличие малокомплектных школ, наличие территорий с ограниченной транспортной доступностью и прочее, прочее, прочее. Все это влияет на функционирование системы образования в республике. В связи с этим поддержка школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, актуальна для Республики Коми. Повышению качества образования в данных группах школ во многом способствует сложившаяся в Республике Коми система мер их поддержки. Во-первых, это проведение региональных мониторингов качества образования. Во-вторых, обсуждение результатов государственной итоговой аттестации, федеральных и региональных мониторингов на различных уровнях и оперативное принятие обоснованных управленческих решений по проблемам повышения качества образования и развития региональной системы образования. В-третьих, Министерством образования Республики разработан и утвержден комплекс мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими результатами обучения. В-четвертых, реализация комплекса мер по повышению профессиональной компетентности педагогов. В-пятых, организация обучения учащихся ряда малокомплектных школ республики с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Начиная с 2017 года на территории Республики Коми реализуется проект «Эффективная школа», включающий комплекс мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими образовательными результатами и в школах, функционирующих в социально неблагоприятных условиях. Путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации в рамках госпрограммы Российской Федерации развития образования на территории Республики Коми. Основная цель реализуемого проекта – это создание республиканской системы повышения качества образования, включающая муниципальный уровень и уровень каждой образовательной организации, направленный на перевод школ Республики Коми с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования, обеспечивающий повышение качества образования в данных школах.
Оценка достижений заявленной цели осуществляется на основании следующих показателей. Это доля региональных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показывающих низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в общем количестве региональных систем общего образования. Далее, это устойчивая положительная динамика качества подготовки в общеобразовательных организациях. Осуществление ротации школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, за счет повышения качества образования в них. Полнота комплекса мер кадровой поддержки школ с низкими образовательными результатами. Безусловно, как и любой другой проект, данный проект имеет под собой нормативные правовые основания, они перечислены на слайде, сейчас зачитывать я их все не буду. В основу данного проекта положена концепция школьной эффективности, обеспечивающая системные изменения при согласованных действиях и сотрудничестве всего профессионального сообщества. Системообразующими основаниями модели являются: это опора на базу данных, получаемых в результате проведения мониторинговых исследований на школьном, муниципальном и республиканском уровне. Это акцент на повышение качества преподавания и развитие педагогического сотрудничества, учитываемый при разработке и реализации адресных программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников, а также при разработке и внедрении системы адресной методической помощи. При этом механизмами адресной методической помощи является методическое сопровождение, реализуемое в форме наставничества, консультирования, тьюторства и коучинга в различных формах непосредственного методического взаимодействия педагогов и руководителей с коллегами школ-лидеров, а также посредством участия в сетевых профессиональных сообществах, муниципальных и республиканских методических объединениях. Это дифференцированное вмешательство в деятельность школы, осуществляемое представителями муниципальных органов управления образования, как учредителей муниципальных общеобразовательных организаций, представителями Института развития образования, как республиканской методической службы, представителями различных структур социально-экономической сферы муниципалитета и республики, как частно-государственных партнеров системы образования. Проекта в 2020 году стали: разработка и реализация региональной концепции модели поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Проведение в 100% общеобразовательных организаций, задействованных в проекте, анализа данных по образовательным результатам и внешних социальных условий работы, то есть идентификация группы школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Разработка региональной и муниципальных программ поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, и пакета нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию указанных программ. Создание региональной и муниципальной инфраструктуры для оказания информационными образовательным организациям на базе консультационных центров и пунктов, а также других организаций на уровне субъекта Российской Федерации. Коллеги, напишите в чате, пожалуйста, вы нас слышите? Сейчас слышно. Спасибо. Просим прощения за такие технические неполадки. Да, такое бывает, поэтому продолжаем. В числе основных направлений реализации проекта я хочу еще добавить: это заключение партнерских договоров школ с низкими результатами обучения со школами-партнерами, то есть образовательными организациями, имеющими условия для оказания консультационной, методической, организационной и другой поддержки, не менее 5 договоров в год. Далее, это введение в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, штатных единиц специалистов, таких как психологов, дефектологов, логопедов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования. Проведение мониторингов реализации региональных и муниципальных программ поддержки школ, входного, промежуточного, итогового в отношении школ, вошедших в региональную программу на соответствующий год. Проведение на базе каждой общеобразовательной организации не менее одного краткосрочного мероприятия, семинара, вебинара или другого рода мероприятия.
длительностью не менее 4 часов, курсов повышения квалификации по вопросам повышения качества преподавания и управления для директоров, заместителей директоров, педагогических работников, создание в регионе профессионального сообщества педагогов и организация деятельности этих объединений, включение в работу педагогических сообществ педагогов из 100% школ, вошедших в региональную программу, проведение межрегионального семинара для не менее чем 4 субъектов Российской Федерации по распространению и внедрению в субъектах Российской Федерации моделей и механизмов финансовой и методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Реализация проекта «Эффективная школа» осуществляется с помощью институциональных, организационно-правовых и экономических механизмов. Институциональные механизмы позволяют формировать организационные структуры, объединяющие представителей школ-участников и школ-лидеров проекта, представителей муниципальных органов управления образованием и Института развития образования. Для формирования подобных структур ежегодно в 100% общеобразовательных организаций республики проводится анализ данных результатах и внешних социальных условиях работы. Осуществляется идентификация групп школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях. Результаты подобной идентификации закрепляются приказом Министерства образования Республики. Межуровневая кооперация, интеграция ресурсов, в том числе организация сетевого взаимодействия, организации различного уровня, также закрепляются приказами регионального оператора проекта. Это позволяет сформировать школьные команды, включающие школу лидера и школу участника, муниципального регионального координатора. Формирование школьных команд осуществляется преимущественно по территориальному принципу. Школьную команду составляют общеобразовательные организации одного муниципалитета. В 2020 году общее количество общеобразовательных организаций, включенных в проект, составляет 57 учреждений. Таким образом, сохраняется тенденция обеспечения участия в проекте общеобразовательных организаций всех муниципальных образований республики, что позволяет констатировать стопроцентное достижение, о котором я говорил выше. В 2020 году разработана и реализована региональная модель и муниципальная программа поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Пакет нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию данных программ. На слайде вы видите модель, региональную модель. Республиканская модель поддержки школ является школоцентрической, то есть ориентированной на адресное сопровождение школ, участвующих в проекте. В модели представлены и отражены разноуровневые связи между структурами, включенными в проект, а также основные направления деятельности и формы организации взаимодействия между участниками проекта. Значительная роль в реализации проекта отводится его организационно-правовым механизмам. Ежегодно министерством и региональным оператором проекта, то есть Институтом развития образования, проводится обновление действующих нормативно-правовых документов, обеспечивающих реализацию проекта. В 100% общеобразовательных организаций, вошедших в проект, разработаны школьные программы повышения качества образования. Также между общеобразовательными школами с низкими результатами обучения заключаются партнерские договоры, так называемые договоры о сотрудничестве со школами-партнерами, имеющими соответствующие ресурсы. В 2020 году такие договоры были заключены в 14 школьных командах, что также превышает установленный показатель в не менее чем 5 договоров. Информационно-методическая помощь общеобразовательным организациям, вошедшим в проект, осуществляется на базе платформы «Мобильный методист», где размещаются нормативно-правовые документы, методические рекомендации и прочие материалы. Определение региональных и муниципальных координаторов также позволяет обеспечить оказание подобной помощи для общеобразовательных организаций всех муниципалитетов. Консультирование и тьюторское сопровождение общеобразовательных организаций и педагогов организовано в рамках проекта на всех уровнях: межшкольном, так называемое горизонтальное обучение, муниципальном и республиканском. Педагоги из 100% школ, вошедших в проект, включены в работу педагогических сообществ, муниципальных и республиканских методических объединений. Для директоров, заместителей директоров, педагогических работников общеобразовательных организаций, участвующих в проекте, региональным операторам были организованы курсы повышения квалификации и стажировка по вопросам повышения качества преподавания и управления. Осуществление мониторинга реализации в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,
методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, проведение всероссийской научно-профилактической конференции, межрегиональные, региональные семинары. Все это позволяет констатировать достижения обозначенных показателей. Перспективы по результатам федеральных и региональных мониторингов. Экономические механизмы позволяют создать конкурентную среду, стимулирующую повышение качества образования посредством проведения грантового конкурса среди школьных команд. Целью мероприятия является стимулирование командной работы между школами-лидерами и школами-участниками проекта. Школьные команды, победители конкурса, были награждены денежным поощрением. В рамках реализации проекта обсуждались введение в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, соответствующих штатных единиц психологов, дефектологов, логопедов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования. Таким образом, на основании вышеизложенного можно констатировать о достижении заявленных результатов проекта. При этом перспективными направлениями реализации проекта и соответствующие задачи мы перед собой ставим в части завершения разработки муниципальных программ поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, а также обновление методики идентификации школ с учетом приказа Рособорнадзора об утверждении методики выявления общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся на основе комплексного анализа данных об образовательных организациях, в том числе о данных о качестве образования. Спасибо. Коллеги, мы благодарим уважаемого Олега Александровича. Об основных результатах проекта в 2020 году он нам рассказал, а мы с вами продолжаем нашу работу. И хотелось бы напомнить о том, что во вкладочке «Вопросы», я сейчас попрошу коллег наших продемонстрировать, во вкладочке «Вопросы» есть ссылка на интерактивный инструмент, который позволит нам сформировать резолюцию нашей конференции. Вы можете сюда уже писать свои предложения в первом столбике Всероссийской онлайн-конференции «Эффективная школа». И если хотите присоединиться к другим нашим стратегическим сессиям в последующие дни, тоже можете это сделать. Ну, мы сейчас призываем вас оставлять свои предложения к резолюции Всероссийской онлайн-конференции «Эффективная школа». Коллеги сейчас в чат тоже ссылочку кинут, чтобы вам было удобно переходить. А мы продолжаем нашу работу, и сейчас я расскажу о том, каким образом мы сопровождаем проект «Эффективная школа» в Республике Коми, какая система условий у нас на данный момент уже сложилась. Итак, сегодня у нас в Республике Коми за 4 года существования проекта на территории нашей республики сформировалась республиканская модель поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Я прошу переключить следующий слайд. Олег Александрович эту модель в своем докладе продемонстрировал, я более подробно сейчас ее поясню. В левой части слайда у нас представлены те нормативные документы, на которых основывается проект «Эффективная школа» в Республике Коми. Нами разработана региональная концепция поддержки школ с низкими образовательными результатами, республиканская программа поддержки школ, муниципальные программы поддержки школ практически во всех муниципалитетах. На сегодняшний день уже функционируют республиканские и муниципальные методические объединения. Работает платформа «Мобильный методист» и наши информационные ресурсы, о которых сегодня мы тоже будем говорить. И в школах-участниках проекта разработаны школьные программы повышения качества образования. И справа представлены основные механизмы реализации республиканской модели поддержки школ. Это консалтинговое тьюторское сопровождение, это сетевое взаимодействие и грантовый конкурс, который призван его стимулировать. Это разработка методических рекомендаций, инструктивных материалов, это проведение конференций, семинаров, вебинаров, круглых столов, проведение мониторингов обязательных и профессиональная диагностика педагогических работников и руководящих работников, а также курсы повышения квалификации. На следующем слайде представлена система условий сопровождения школ. Мы все эти условия разделили на 3 основные группы. Первая группа – это условия организационные,
Прежде всего, сюда входит обязательное четкое структурирование этапов проекта для всех школ-участников проекта. Это четкая регламентация задач всех участников проекта и четкая регламентация задач всех участников, лидеров, координаторов в муниципалитетах, координаторов от Коми-Республиканского института развития образования. А также это обязательное проведение мониторинга, входного мониторинга, мониторинга промежуточного, мониторинга итогового. И также к организационным условиям мы относим реализацию сетевого взаимодействия между различными участниками проекта «Эффективная школа». Группа методических условий. Сюда мы включаем консалтинговое сопровождение со стороны оператора проекта Коми-Республиканского института развития образования, проведение разнообразных обучающих мероприятий, проведение курсов повышения квалификации, разработка методических рекомендаций. И в группу информационных условий мы включили функционирование платформы «Мобильный методист», функционирование раздела на сайте института, проведение информационных сессий и различные информационные рассылки. Итак, рассмотрим все эти условия. Первая группа – организационные условия. Следующий слайд демонстрирует нам основные этапы проекта «Эффективная школа» на республиканском уровне. Именно с этим слайдом мы работаем с нашими школами-участниками проекта, школами-лидерами в начале нашего годичного ежегодного цикла. Да, то есть все школы, которые заявлены в проект в конкретном календарном году, мы их приглашаем на информационные сессии и в ходе информационных сессий рассказываем о том, через какие этапы необходимо будет им пройти. Далее очень важно, конечно, это проведение мониторинга. Следующий слайд нам это демонстрирует. Мы проводим входной мониторинг в апреле, в мае, тогда, когда у нас уже определились все те школы, которые... В 77,8% школ 2019 года мы видим положительную динамику по 1, 2, 3, 4 показателям. Да? То есть это улучшение результатов ОГЭ либо ЕГЭ по математике, либо по русскому языку и достижение средних баллов по республике по этим предметам. Наибольший прирост по средним баллам ЕГЭ по русскому языку демонстрируют школы. Чуть меньше это ЕГЭ по математике и ОГЭ по математике. То есть действительно положительная динамика в школах-участниках проекта, она фиксируется нами по результатам оценочных процедур. На следующем слайде представлено следующее условие, к которым мы относим к группе организационных условий. Это организация сетевого взаимодействия. Под сетевым взаимодействием мы рассматриваем форму особым образом структурированных связей между отдельными. И в своем проекте на территории Республики Коми мы реализуем 2 модели сетевого взаимодействия. Это модель социального партнерства, как реализацию вертикальных связей между участниками сетевого взаимодействия, и модель горизонтальной сети, как взаимодействие нескольких образовательных организаций одного уровня. Следующий слайд демонстрирует нам как раз-таки модель социального партнерства, объединенную с моделью горизонтальной сети. Оператором проекта выступает Коми-Республиканский институт развития образования, который реализует функции реализации республиканской программы перевода школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим функционирования, и осуществляет консалтинговое сопровождение участников проекта. У нас созданы консалтинговые группы, и за каждой муниципальной школьной командой закреплены специалисты института. Муниципальные и межмуниципальные сетевые сообщества школьной команды
разрабатывают и реализуют муниципальные школьные программы перевода школ в эффективный режим функционирования. Но здесь необходимо сделать такое небольшое отступление. В 2017 году в нашем проекте принимали участие всего 5 муниципалитетов, соответственно, 5 школ-лидеров, в каждом муниципалитете была школа-лидер, и 14 школ-участников. В 2018 году к проекту подключились уже все 20 муниципалитетов, но было только 8 школ-лидеров. То есть школьные команды были межмуниципальными. Одна школа-лидер брала на себя обязательство курировать школы не только своего муниципалитета, но и других близлежащих территорий. 29 школ-участников проекта были из всех 20 муниципалитетов. Ну, оказалась эта модель не совсем удобной в первую очередь, и для школ-лидеров, и для школ-участников. И мы в 2019 и 2020 году подключили уже школы-лидеров в каждом муниципалитете, то есть сейчас у нас команды муниципальные. В каждой муниципальной команде, в муниципальном сетевом сообществе у нас участвует управление образования, которое разрабатывает и реализует муниципальные программы перевода школ в эффективный режим функционирования и осуществляет консалтинговое сопровождение школ-участников проекта. То есть в каждом управлении образования каждого муниципалитета у нас есть координаторы этого проекта, которые непосредственно взаимодействуют с нами как оператором проекта, с институтом. И в каждой школьной команде есть школа-лидер и школа-участник проекта. Школы-участники проекта разрабатывают и реализуют школьные программы перевода школ в эффективный режим функционирования, а школы-лидеры реализуют программы тьюторского сопровождения школ-участников проекта. Следующий слайд демонстрирует нашу команду участников реализации комплекса работ по мероприятию. Как уже говорил Олег Александрович, на основе соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и правительством Республики Коми организатором мероприятий на территории республики выступает Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, которое передало Институту развития образования права сетевого координатора и оператора проекта на территории республики. На данном слайде представлены все наши сетевые партнеры, которые помогают нам реализовывать мероприятия проекта. Пользуясь случаем, мы передаем всем нашим партнерам огромную благодарность и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Каждый год у нас список этих партнеров пополняется, и все они очень активно с нами взаимодействуют. На следующем слайде представлено проект партнерского соглашения, на основе которого выстраивается сотрудничество школ. Мы разработали вот такое примерное соглашение, и школы, участники проекта в своих школьных командах подобное соглашение заключают. И вот здесь необходимо сказать, что в одном из муниципалитетов, а именно в Усть-Куломском районе, у нас заключены трехсторонние соглашения, то есть соглашение между управлением образования, школой-лидером и школой-участником проекта. В остальных муниципалитетах это двустороннее соглашение школа-лидер, школа-участник проекта. Все соглашения представлены на платформе «Мобильный методист» в сообществах школьных команд. Для стимулирования партнерского взаимодействия мы проводим грантовый конкурс для школьных команд. Об этом тоже немножечко уже Олег Александрович говорил. Основные задачи и цели представлены на слайде. По итогам грантового конкурса школьные команды-победители получают гранты в размере достаточно неплохом. За первое место школьная команда получает 500 тысяч рублей, за второе место 400 тысяч рублей, за третье место 300 тысяч рублей. То есть все это получает школьная команда. А все школьные команды, которые приняли участие в грантовом конкурсе, новых победителей не вышли, они тоже получают денежное поощрение 55 тысяч рублей. При этом в соответствии с положением о грантовом конкурсе денежные средства школы могут использовать только на определенные цели. Например, на приобретение методической литературы, на оплату подписки на профессиональную периодическую литературу, на материально-техническое оснащение образовательного процесса, повышение квалификации педагогических работников. На следующем слайде представлены критерии, по которым мы оцениваем работу школьных команд. Отдельно выдали критерии для программы тьюторского сопровождения школ, функционирующих в благоприятных условиях, которых составляет школа-лидер, и для программ перевода школ в эффективный режим функционирования. Кроме того, нами разработаны алгоритмы для школ-участников проекта и для школ-лидеров, в которых прописано, каким образом школьная команда может принять участие
в грантовом конкурсе. Мы эти алгоритмы разбираем очень подробно на наших вебинарах, посвященных участию в грантовом конкурсе. И все рекомендации по разработке программы перевода школы в эффективный режим функционирования и программы тьюторского сопровождения представлены на платформе «Мобильный методист» в открытом доступе. И, уважаемые коллеги, вы все можете с теми материалами, которые на платформе «Мобильный методист» размещены, ознакомиться все в открытом доступе. На платформе «Мобильный методист» размещаются наши сообщества школьных команд. Вы тоже можете познакомиться с материалами школьных команд. Каждая школьная команда представляет свою визитку, выставляет свою программу перевода школы в эффективный режим, либо программу тьюторского сопровождения в зависимости от роли в проекте. И также многие школьные команды делятся своими методическими материалами. Архив школьных команд прошлых лет также доступен на платформе «Мобильный методист». Итак, вот таким образом мы реализуем организационные условия реализации проекта «Эффективная школа». Методические условия. Прежде всего, конечно, наибольшее значение имеет обучение на курсах повышения квалификации. Мы организуем курсы и для директоров, и заместителей, и также для учителей по различным предметам, областям и предметам. В этом году мы реализовали уже 4 программы, и 5-я программа у нас вот буквально на днях завершается. Кроме того, мы реализуем программу в рамках летней дистанционной школы. За эти годы мы реализовали уже 11 программ. Участником этих программ может стать любой участник проекта «Эффективная школа», любой педагогический работник школ участников проекта и школ лидеров. И по итогам выдается удостоверение о повышении квалификации. Все обучение идет за счет средств субсидии. То есть образовательные организации не платят ничего за обучение. Кроме того, конечно, мы приглашаем всех участников проекта и всех, кто сегодня у нас присоединился к нашей конференции, пройти обучение на открытых онлайн-курсах по разнообразной тематике. Школы-лидеры в рамках программ тьюторского сопровождения организуют сетевые методические мероприятия для школ-участников проекта, например, стажировочные площадки, образовательные коворкинги, консалтинговые семинары, мероприятия по обмену опытом, мастер-классы, дистанционно обучающие курсы и так далее. А институт организует также мероприятия по обмену опытами между школ-лидерами. Международный методический семинар «Эффективный учитель для эффективной школы» традиционно проходит у нас уже третий раз в этом году проходил. Кейсы от победителей грантового конкурса представляются в рамках Всероссийской онлайн-конференции. Сегодня тоже эти кейсы будут представлены. И семинар о реализации программ тьюторского сопровождения проводится непосредственно со школами-лидерами. Также в рамках реализации методических условий мы разрабатываем методические рекомендации для школ участников проекта и для школ-лидеров. Все материалы размещаются на платформе «Мобильный методист» в открытом доступе. Ну и, конечно, сама платформа «Мобильный методист» – это наша главная разработка для реализации информационных условий сопровождения проекта. Именно на этой интерактивной площадке, доступной для всех участников проекта, можно организовать быструю оперативную адресную консультационную помощь со стороны оператора проекта. Там разработан форум научно-методическое сопровождение муниципальных методических служб, тьюторское сопровождение школ участников проекта школами-лидерами. Размещается актуальная информация о событиях проекта. Школьные команды через платформу могут включаться в совместную деятельность при использовании научно-методических, информационно-методических, кадровых и других ресурсов успешных школ. Также в качестве информационных условий представляем раздел на сайте института в подразделе «Проекты». И наши цифровые ресурсы. Это единая система дистанционного обучения, на которой размещаются курсы повышения квалификации. Это портал «Открытое образование Республики Коми», сайт программ повышения квалификации, сайт программ переподготовки, сайт профессиональных конкурсов, платформа «Мобильный методист», наш сервис по диагностике профессиональных дефицитов и раздел «Видеозал» на сайте института. Все эти материалы доступны для всех участников проекта. Кроме того, в качестве информационных условий мы обозначили диссеминацию опыта Республики Коми по поддержке школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Это участие в различных методических
конференциях, семинарах, например, наш межрегиональный семинар «Модели и механизмы поддержки школ». Более 100 участников и 8 регионов участвовали в 2019 году. В этом году регионов чуть поменьше, участников чуть поменьше, но тем не менее посмотрим. Время у нас еще есть, у нас еще 2 часа до начала межрегионального семинара, и, конечно, количество участников будет расти. Вот на данный момент у нас уже 57 участников нашего мероприятия. Замечательно. Всероссийская онлайн-конференция, наш международный методический семинар «Эффективный учитель для эффективной школы». В этом году более 80 участников проекта приняли участие в этом семинаре. Международные эксперты, федеральные эксперты, республиканские эксперты выступают в качестве спикеров этого семинара. Также мы принимаем участие в межрегиональных семинарах в субъектах Российской Федерации со схожими региональными особенностями. Вологодская область, Воронежская область, Челябинская область. Мы уже направили материалы для участия в мероприятиях наших коллег. И, конечно, мы участвуем в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях. В феврале мы приняли участие в установочных вебинарах для тех регионов, которые впервые становятся получателями субсидии. Нас пригласили организаторы, федеральный оператор проекта по реализации мероприятий по поддержке школ с низкими результатами. В ноябре прошел всероссийский семинар по итогам реализации мероприятий по поддержке школ в Москве. И также в ноябре состоялся научно-методический экспертный семинар, на котором мы обсуждали тоже очень важные вопросы, посвященные обсуждению тех механизмов, которые в регионах реализуются. Итак, уважаемые коллеги, мы представили основные условия реализации проекта «Эффективная школа» в Республике Коми. Напоминаю вам о том, что во вкладочке «Вопросы» есть ссылка на инструмент, который позволяет нам собрать ваши предложения в резолюцию нашей онлайн-конференции. А мы далее передаем слово нашим коллегам из Вологодской области. Ирина Альбертовна Макарьина, ректор Вологодского института развития образования, представляет выступление «Повышение качества обучения в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» из опыта Вологодской области. Ирина Альбертовна, мы вас приветствуем. Пожалуйста, вам слово. Уважаемые коллеги, мы благодарим Ирину Альбертовну Макарину, ректора Вологодского института развития образования, за представленный опыт Вологодской области в реализации мероприятий по поддержке школ с низкими образовательными результатами, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. И далее мы приглашаем присоединиться к нашей конференции Юлию Николаевну Сальникову, доцента Института развития образования Ярославской области, с сообщением о мониторинге перехода школ в эффективный режим работы. В Ярославской области был проведен сопоставительный анализ показателей, которые демонстрируют городские школы и сельские школы. О результатах мониторинга, Юлия Николаевна, приглашаем вас нам рассказать. Пожалуйста, Юлия Николаевна, подключайтесь к нам, нажмите на значок камеры микрофона. Так, вот подключение начинается. Юлия Николаевна, мы очень рады вас видеть. Добрый день, меня слышно? Замечательно слышно вас. Пожалуйста, мы передаем вам слово. Презентацию вы можете управлять самостоятельно. Внизу стрелочки для переключения по слайдам. Спасибо, уважаемые коллеги. Благодарю за возможность нас представить опыт Ярославской области на вашей конференции и поделиться результатами, связанными с оценочными и мониторинговыми процедурами. Ну, прежде всего, следует сказать о том, что и международные, и российские фундаментальные исследования говорят о том, что существует значительный разрыв между школами, которые имеют стабильно успешные и неуспешные результаты. И наибольшую озабоченность, конечно же, вызывают школы, которые находятся в сложных социальных контекстах. Причины, которые обуславливают неуспешность этих школ, она заключается не только в низком уровне преподавания и во владении учениками знаниями и умениями
но и в тех социальных контекстах и условиях, в которых школа находится и функционирует. И в практике российского образования наиболее яркое влияние оказывают такие социальные контексты, которые связаны с имущественным неравенством, ограниченным доступом к социальным благам, связанным со здравоохранением и образовательными возможностями, и также это различным уровнем стартовых образовательных возможностей этих школ, находящихся в отдаленных территориях и принадлежащих к сельским. Говоря о сельской школе, стоит сказать о том, что на сегодняшний день отечественные ученые и практики констатируют, 70% отечественных школ – это школы сельские. И эти школы, помимо того, что сельские, в большей степени малочисленными. На сегодняшний день такой контекст не позволяет в полной мере реализовывать все требования федерального государственного стандарта и адаптироваться к тем вызовам, которые на сегодняшний день наше отечественное образование, на которые наше отечественное образование вынуждено отвечать. И вот говоря о Ярославской области и о проекте, который в 2020 году стартовал, это региональный проект повышения качества образования в школах с низкими результатами, в школах, функционирующих в сложных социальных условиях. Этот проект у нас реализуется с 2020 года на 3 года. И в рамках этого проекта в первый год у нас было принято 68 школ. Отбор этих школ производился по рекомендуемым федеральным показателям, связанным с оценкой ЕГЭ, ОГЭ, а также участниками олимпиад. И также был произведен индекс социального благополучия. Таким образом, у нас в целом получилось 2 пула школ, по 34 школы в каждом пуле. Отдельно это был пул школ с низкими результатами, и отдельно это пул школ, функционирующих в сложных социальных условиях. Но мониторинговые показатели у нас также едины в связи с тем, что в целом мы говорим о качестве повышения образования. И сегодня я хотела бы сделать акцент на мониторинговом показателе, связанном именно с переходом программы в эффективный режим работы, поскольку мониторинг у нас осуществляется на нескольких уровнях, помимо мониторинга оценки эффективности региональной программы повышения качества образования. Мониторинг этот включает в себя прежде всего уровневый, то есть школьный мониторинг. Таким образом, 12 муниципальных районов из 19 муниципальных районов Ярославской области были охвачены проектом и были охвачены мониторингом. Мониторингом входным, мониторингом итоговым. В данном случае у нас отсутствовал мониторинг промежуточный именно по показателям, которые вы видите сейчас на слайде, поскольку данные показатели, они имеют определенные временные рамки и характеристики. Итак, показателей у нас всего 11, но Институт развития образования взял на себя ответственность за мониторинг показателей, которые вы видите на слайде. Часть этих показателей относится к кадровому составу, а часть этих показателей относится к организации образовательного процесса и непосредственно к обучающимся, на которых направлены образовательные меры по повышению качества образования. И отдельно уровень школьной мотивации. Отдельно Институт Ярославской области сотрудничает с Центром оценки и контроля качества образования, которые производят мониторинг удовлетворенности обучающихся организации образовательного процесса, а также мониторят основные показатели, связанные с результатами ОГЭ, ЕГЭ и других оценочных процедур. Что же получилось у нас? У нас мониторинг проводился дистанционно, через Google сервис. Анкета заполнялась ответственным лицом от образовательной организации, входящим в управленческую команду, и сопровождалась инструкцией, формулами для вычисления, и также сбором данных, которые могли бы
позволить подтвердить и самостоятельно также просчитать, если вдруг школа ошиблась при подсчете в формуле. Что мы получили? Давайте посмотрим в разрезе городских и сельских школ. У нас в проекте из 68 школ в этом году только 20 школ городских относятся к городу Ярославлю. И 48 школ – это школы, которые являются сельскими согласно кластеризации, принятой в Ярославской области. И мы видим с вами сейчас данные входного и итогового мониторинга и можем отследить первый момент, связанный с очень уязвимым местом, это с долей образовательных программ, реализуемых с помощью дистанционных образовательных технологий. Здесь мы брали данные до перехода в связи с эпидемиологической ситуацией на дистанционный режим работы. И мы видим, что до перехода такой вид реализации образовательных программ был недостаточно популярен среди этих школ, всего лишь среднее значение относится к 4,1. Также невысока доля обучающихся, включенных в работу различных органов ученического самоуправления, и имеется доля неаттестованных по итогам учебного года. Это наиболее, можно сказать, уязвимые точки городских школ, говоря о том, что все-таки городская инфраструктура позволяет обучающимся и их родителям, как законным представителям, в зависимости от трудностей, которые могут возникать в ходе обучения, связанные как с социальным контекстом класса или самой школы, отдаленностью, и смены этой школы. Да, ну и также потери детей, опять же, в городской среде, потери условных, в кавычках, мы говорим сейчас об этом. Вот. И тем не менее город более подвержен именно такому влиянию. Помимо этого в Ярославской области уже не первый год реализуется программа, связанная с дополнительным образованием обучающихся. И в среднем именно у школ с низкими результатами и функционирующих в сложных условиях этот показатель ниже регионального, он 56% в среднем, в то время как у нас региональные показатели достигают до 80%. Следующий пул – это сельские школы. В принципе, если бы эти диаграммы можно было накладывать, то мы бы с вами увидели, что в принципе имеются общие характерные черты, такие как, например, опять же, доля образовательных программ с дистанционными технологиями и неаттестованные по итогам учебного года. И все-таки вот зелененькая шкала, вы сейчас можете видеть на экране, на входном уровне, то есть на уровне 2019 года и начала 2000-го позволяло нам увидеть, что неаттестованных детей в сельских школах было очень мало. Это связано с тем, что количество самих обучающихся в школах достаточно низкое, и это связано с тем, что все-таки вот это явление неаттестации, потери детей, оно в сельской местности менее выражено, поскольку позволяет охватить и коллективом школ своих обучающихся, и тем, что школа является единственным инфраструктурным местом, где можно получать не только образование, но и какие-то другие социально-культурные, например, навыки. И это, в принципе, уберегает обучающихся от неаттестации в том или ином виде, то есть поскольку они в школе присутствуют и со школой связывают большую часть своей жизнедеятельности. И мы видим о том, что у нас после, можно сказать, перехода на дистант и пандемии ситуация изменилась, и в этом случае мониторингом не являлось отслеживание влияния вот этих вот форс-мажорных обстоятельств, но мы видим с вами о том, что ситуация, когда мы должны перейти на дистант и осуществлять дистанционное образование, она является риском для сельских образовательных организаций именно этой категории школ, поскольку появляются обучающиеся, которые имели неаттестацию в четвертях в большем количестве, чем это было ранее.
И аттестация это, опять же, может быть связано с тем, что имеются проблемы, связанные с обеспеченностью семей этих детей, например, возможностью компьютера, выхода в интернет, скорости и самостоятельных навыков работы с цифровыми источниками. И вот здесь мы видим, что школа подвержена определенному риску. Можем, в принципе, по итогам мониторинга итогового сделать такой вывод об увеличении этого показателя и охвата, опять же, внимания детей. Вот. А все остальные показатели, как мы видим, увеличились, и что-то из них естественно является, да, когда мы говорим о переходе на дистант, опять же, доля образовательных программ. С другой стороны, увеличился и показатель охвата обучающимся по дополнительным образовательным программам. Коллеги, сегодня я не имею возможности представить в целом достаточно обширную программу нашего института и региональную программу нашей области, но хочу сказать о том, что ряд мероприятий и те показатели, которые я сегодня демонстрирую, они, конечно же, связаны с тем, что проводил институт как краевой оператор для поддержки данных школ. Давайте же посмотрим в сравнении все вместе показатели. И, в принципе, здесь на этом слайде вы видите о том, что, конечно, городские школы во многом превалируют над сельскими по показателям, связанным с обучающимся, за исключением же, как я уже говорила, доли выпускников, получивших документы об образовании. Все-таки сельская школа своих выпускников, обучающихся, пестует, видит, знает и позволяет их довести до успешного окончания, ну, успешного в кавычках, в том плане, что окончить школу. В то время как городские имеют такой эффект потери детей и в связи с многочисленностью, в связи с другими особенностями иногда эти дети действительно остаются неохваченными или вовремя им не оказывается соответствующая помощь и поддержка. Ну и по итоговому мониторингу мы видим, опять же, рост показателей, и здесь опять городские школы идут впереди, то есть их показатели итоговые значительно выше, чем у сельских школ. Особенно это касается доли обучающихся, занимающихся по дополнительным образовательным программам. И опять же здесь мы делаем все-таки акцент на инфраструктурную составляющую и на те ситуации, в которых школа находится, для того, чтобы сотрудничать, организовывать партнерство и эффективно перестраиваться своевременно для, так сказать, ликвидации тех или иных проблемных моментов, связанных с обучающимися. Особое внимание, наверное, просто, может быть, не стоит заострять, но стоит сказать о том, что есть доля обучающих, включенных в работу органов ученического самоуправления. И в целом этот охват, он, конечно, не очень большой, но он выше, чем был на входном мониторинге, и все-таки позволяет нам увидеть небольшую разницу, то есть сельские школы немножко не дотягивают, и, возможно, это связано как с неоднородностью классов, так, например, обучающиеся старших классов, в основном им дается преимущество во включении органа ученического самоуправления. У нас есть школы, где на сегодняшний день набора не произошло, и, соответственно, этот показатель несколько снизился. Отдельная ситуация складывается по кадровому составу. И говоря о группе показателей кадровый состав, мы включали 3 важных направления. Это педагоги, включенные в профессиональное сообщество, это количество педагогов, участников конкурсов профмастерства, и в целом, то есть считалась доля педагогов, включенных в активные формы взаимодействия и различного саморазвития. Мы видим с вами о том, что городские школы на входе и на выходе достаточно приобрели в 2 показателях. Это профессиональное сообщество и в целом активные формы взаимодействия и саморазвития, включая индивидуальные маршруты, повышение квалификации. Тем не менее, количество педагогов, участников и победителей конкурсов профмастерства, опять же, несколько снизился. Конечно, мы сегодня в ситуации достаточно сложной с точки зрения реализации организации образовательного процесса в связи с эпидемиологическими мероприятиями.
можем делать и на это поправку, но в целом анализ и защита школами программ говорит о том, что действительно ставятся целевые показатели на 3 года школе по повышению педагогов, участников конкурсов профмастерства, что на данный момент вот в этих школах должны быть дополнительно приняты различные управленческие решения по поддержке педагогов в участии в этих конкурсах. Как правило, педагоги либо стесняются, либо не имеют достаточной мотивации или наработанного материала, который они считали бы достойным для того, чтобы представлять его на муниципальном или региональном уровне. Говоря о сельских школах, мы тоже видим значительный прирост. И этот прирост, он также касается профсообществ, которые были нашим институтом инициированы в рамках начала реализации программы. И увеличение педагогов, которые включены в различные формы взаимодействия. То есть мы можем говорить о профессиональной коммуникации даже внутри самого проекта, связанного с повышением качества образования по предметным областям, например. И также видим несколько снижения педагогов-участников конкурсов профмастерства. И также видим о том, что сельскими школами предпринимаются в программах различные мероприятия, которые содействуют поддержке педагогов в этих школах. Особое внимание, наверное, еще стоит сказать о том, что в сельских школах эффект старения кадров значительно выше. И возрастной состав, казалось бы, стаж участников, который бы позволил уже транслировать опыт свой преподавательский, он все-таки по ряду каких-то различных причин педагогами не воспринимается как позитивный. Возможно, это связано и с, опять же, имеющимися у нас показателями среднего балла, но все-таки мероприятия по мотивации педагогов именно к участию в конкурсах профмастерства запланированы почти всеми участниками нашей региональной программы 68 школ. Кадровый состав, вот вы видите здесь сравнение уже городских и сельских вместе на входе, и вы видите, насколько сильно сельские школы отставали от городских. И здесь на выходе мы видим, что, конечно, это отставание есть, но оно уже меньше, особенно когда мы говорим об активных формах взаимодействия и саморазвития. И это уже позволяет нам понимать, что огромный комплекс мер, запланированный на уровне региона, проведенных в течение года, позволяют говорить о том, что меры приняты адекватные, мероприятия выбраны достаточно эффективные, поддержка, которая была принята, комплексная и с разделением на школу с низкими результатами, школу в сложных социальных условиях, она тоже дает определенный результат. Ну и, пожалуй, самым уязвимым моментом, о котором часто не любят упоминать, это связано с обеспеченностью специалистами, педагогами, психологами, дефектологами, логопедами, социальными педагогами и педагогами доп. Образования. Мы также в рамках мониторинговых процедур отслеживали и можем сказать о том, что по итогам входного мониторинга зафиксировано из 68 школ, вы видите сейчас количественное представление школ, где-то в половину, а где-то почти 80% школ, как, например, в педагогии, дефектологии, у нас отсутствуют почти во всех школах, независимо от того, являются они городскими или сельскими. И эта проблема в целом характерна для школ, что городской, что сельской, что школы с низкими результатами, что школы, функционирующие в сложных социальных условиях. И мы можем, в принципе, говорить о том, что этот акцент и проработка этих мер требует дополнительного решения вопроса не только со стороны регионального оператора, но и муниципальных органов управления властью по содействию школам в обеспеченности такими специалистами. И все-таки вы видите зелененький столбик, говорит нам об итоговом мониторинге, о том, что школами были приняты различные меры по обеспечению себя
в зависимости от наиболее уязвимых и проблемных мест специалистами. И мы видим, что появились педагоги-психологи, появились логопеды, увеличилось число логопедов. Значительно на 10 школ увеличилось количество педагогов доп. Образования, и этот фактор коррелирует с представленным ранее фактом охвата детьми доп. Образования. Мы видим, что охват увеличился, мы видим, что количество специалистов в этих школах тоже увеличилось и снизилась вот эта нехватка. И все-таки в целом мы видим, что в половине школ этот вопрос не решен. И именно по этой причине институтом была предложена 3 модели компенсации кадровых дефицитов, которые основываются на традиционном опыте, например, привлечение специалистов психолого-медико-педагогических центров по особому регламенту и включение этой работы в их функционал, или, например, привлечение специалистов в рамках сетевых договоров о сотрудничестве, специалистов из других школ или специалистов тоже отдельных каких-то центров и организаций доп. Образования. И самый последний вариант, он тоже имеет место быть, но в меньшей степени, то есть менее популярный, это вариант по привлечению на основе эффективных контрактов. И мы здесь понимаем, что руководителям школ, управленческой команды школ, которые пытаются решить вопрос качества образования, повышения качества образования, конечно, нужна комплексная консультация, комплексные не только на уровне организации процесса образовательного, но и на уровне тарификации и на уровне управления расстановкой кадров и решения этого вопроса. Ну и последний момент, связанный с мониторингом школьной мотивации. И здесь мы говорим о том, что это был отдельно проведенный мониторинг, он тоже был проведен нами. В рамках мотивации, мы назвали это школьная мотивация, мы включили целый комплекс внешних и внутренних мотивов, мотивационных составляющих личностей. Взяли именно подростковый возраст, поскольку мы говорим о ситуации ОГЭ и ЕГЭ, и об упреждающих мерах, для того, чтобы школу можно было в течение 3 лет запланировать определенные мероприятия по имеющимся у них данным мониторинга. И таким образом у нас приняло 1682 обучающихся с 6 по 8 класс, и, в принципе, по половому составу почти поровну, мальчики, девочки. Вот. Тестирование включало в себя мотивацию к учению, эмоциональное отношение к учению, а также диагностику самооценки. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Эти данные являются для нас достаточно ценными, поскольку они, во-первых, основаны на валидном научном инструментарии, имеют достаточно большую выборку, позволяющую говорить о статистически подтвержденных связях. И здесь мы видим о том, что, например, по отношению к учителю, обучающиеся из школ с низкими результатами, достаточно хорошо оценивают. По 8 является максимальный показатель по данной методике баллов, и мы видим 5,3, 5,5. Это достаточно высокие оценки, связанные с поведением, то есть они оценивают, что учителя умеют с ними взаимодействовать достаточно хорошо, и достаточно позитивно дети оценивают то, как учителя дают им знания. Эмоциональный компонент на этом фоне несколько ниже, чем у всех остальных, и это не зависит от школ сельских и городских, это в целом характерно для выборки. И мы видим о том, что он западает, и понимаем, что на сегодняшний день актуальным является формирование эмоционального интеллекта учителя для работы с поколением детей, с новым поколением детей и с учетом их возрастных особенностей. Говоря о мотивации, если мы посмотрим с вами на круговую диаграмму, которую вы видите на слайде, здесь наши данные разбивают миф о том, что дети в этих школах – это дети с низкой мотивацией. Мы видим, что 45%, это почти половина, это дети со средним уровнем мотивации и несколько сниженной познавательной мотивации. И это позволяет нам совершенно по-другому выстраивать взаимодействие с этими детьми. Это не безнадежные дети, это не дети, которые не хотят учиться. Если мы посмотрим, у нас дети, которые
голубеньким кусочком на круговой диаграмме, это дети, у которых имеется негативная мотивация, их не так много. При этом мы видим, что и детей с продуктивной мотивацией, это синенький кусочек, 3,2% из 100% выборки, это дети с продуктивной мотивацией. Над этим тоже надо работать, и над этим тоже надо стремиться. И имеется сниженная мотивация, переживание школьной скуки, это 25% детей. И 19% детей, которые имеют продуктивную мотивацию. Соответственно, вот так в целом располагание этой выборки и понимание того, что у нас в классе сидят дети достаточно разные с точки зрения мотивации, но все-таки инструменты работы с этими детьми, они другие в зависимости от того, какой у них тип мотивации. И самооценка себя и учебная деятельность, это диаграмма линейная, столбчатая, вы видите ее в самом низу слайда. И здесь все показатели являются нормой, если они высокие, потому что мы говорим о подростковом возрасте, за исключением показателя желания сменить школу. Если мы здесь с вами сейчас на слайде видим достаточно высокий процент, это не значит, что дети хотят сменить, этот показатель обратный. То есть дети не хотят менять свою школу, дети в школах с низкими результатами и в сложных социальных контекстах любят свою школу. Она им нравится. Единственные трудности, которые у них возникают, это показатели несколько ниже высоких, это ум, оценка себя с точки зрения своих умственных способностей, оценка себя в роли ученика несколько ниже и умение разрешать конфликты. Это то, о чем говорят нам коллеги из всех регионов, которые занимаются сопровождением школ в сложных социальных контекстах и с низкими результатами, о том, что неоднородная социальная среда, она влияет и вызывает элементы буллинга, конфликта и, соответственно, требует каких-то дополнительных мер для того, чтобы и педагоги, и дети могли справляться с этой ситуацией. Самооценка себя в отношении умственных, опять же, отправляет нас к пониманию необходимости проработки с педагогическим составом школ, мер, связанных как с компетентностью педагогов коммуникативных, эффективных, да, так и, опять же, эмоциональный интеллект, умение вовремя поддержать даже, казалось бы, на взгляд педагога самого безнадежного ученика и поверить ему в свои силы для того, чтобы сдать экзамен или просто учить учебный предмет лучше, чем он это делал раньше. В целом, именно эти показатели позволяют нам на сегодняшний день понять, что выбранные нами меры достаточно адекватны, продумать, запланировать на следующий год относительно нашего института как регионального оператора и сопровождения школы, включения других школ в проект, опять же, целый комплекс мер, который позволит помогать школам быть эффективными и стремиться к повышению качества образования. Благодарю вас за внимание. Мы всегда рады сотрудничеству, готовы к общению. Спасибо. Уважаемая Юлия Николаевна, мы благодарим вас за такое интересное содержательное выступление. Вы показали возможности использования различных диагностических методик для всех участников образовательного процесса и продемонстрировали нам те эффекты, которые возникают в ходе реализации мероприятий по сопровождению школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в сложных социальных условиях. Опыт Ярославской области нам был представлен, уважаемые коллеги. Юлия Николаевна, мы желаем вам скорейшего выздоровления и всем участникам нашей конференции желаем здоровья, берегите себя, а мы с вами продолжаем нашу работу. С нами сегодня Раил Римович Хусамов, доцент Казанского Приволжского федерального университета. Раил Римович тоже активный участник мероприятий по поддержке школ с низкими результатами, школ, функционирующих в сложных социальных условиях в Республике Татарстан. Он готов раскрыть нам вопросы о использовании различных организационных форм привлечения обучающихся в школах с низкими результатами к участию в предметных олимпиадах на примере Республики Татарстан. Раил Римович, рады вас приветствовать. Пожалуйста, вам слово, подключайтесь. Презентацию вашу мы уже видим. Раил Римович, пожалуйста.
Мы видим вас в числе участников. Включайте, пожалуйста, свою камеру, и мы передаем вам слово. Уважаемые коллеги, пока Раил Римович подключается, мы напоминаем о том, что во вкладочке «Вопросы» у нас есть ссылка на инструмент для сбора предложений в резолюцию нашей конференции. Пожалуйста, все ваши предложения будут рассмотрены, и в конечном варианте резолюции наверняка вы найдете их отражение. Так, Раил Римович подключается к нам. На данный момент у нас сейчас 54 участника нашей площадки. Так, коллеги, вы можете свои вопросы выступавшим спикерам фиксировать либо в чате, либо во вкладочке «Вопросы». Так, Раил Римович, пожалуйста, включайте свою камеру. Мы готовы ваши сообщения услышать и вас увидеть по возможности. Права модератора у вас есть. Пожалуйста, подключайте микрофон. Уважаемые коллеги, Раил Римович завершает своим выступлением работу нашей форсайт-сессии. Затем у нас будет перерыв до 14 часов. И в 14 часов мы вас ждем здесь же, на этой же ссылочке, на межрегиональный семинар «Модели и механизмы финансово-методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях». А в 16 часов на этой же ссылке кейсы «Опыт работы в команде «Школа, лидер, школа, участник» представят победители грантового конкурса 2020 года. Школа номер 23 города Воркуты, школа села Усть-Кулом и школа номер 4 города Усинска. Раил Римович не оставляет попыток к нам подключиться. Пожалуйста, Раил Римович. Раил Римович, наверное, вы зашли не по той ссылочке. Можно зайти по той ссылке, которая вам пришла на вашу электронную почту, где вас пригласили стать модератором. Вы, наверное, зашли через ссылку на сайте конференции. Там заходят только простые участники. Модераторы заходят по ссылке от платформы ProofMe. Коллеги, мы с вами работаем на платформе ProofMe, платформа вебинаров, которая позволяет нам реализовать параллельно, одновременно два подключения, две точки подключения. Поэтому иногда какие-то технические проблемы возникают, но тем не менее мы стараемся с ними справляться. Платформа позволяет создавать видеозаписи прошедших вебинаров, и мы разместим все видеозаписи наших сегодняшних мероприятий на сайте конференции, а также на платформе «Мобильный методист». Постараемся тоже это осуществить. Уважаемые коллеги, у вас как раз есть время для того, чтобы зафиксировать свои предложения в резолюцию конференции. Сегодня мы с вами говорили уже о тех условиях, которые необходимо создавать для того, чтобы организовать эффективное методическое сопровождение школ участников проекта и школ тьюторов. Может быть, участники проекта от Республики Коми
зафиксирует еще какие-то дополнительные предложения по тем условиям, которые необходимо реализовать. Мы с вами увидели те технологические инструменты, которые используются в рамках мониторинга перехода школы в эффективный режим функционирования. Возможно, у вас есть еще какие-то предложения именно с точки зрения школы-участника от сельской школы, от городской школы. Пожалуйста, вы можете все свои предложения зафиксировать через вкладочку «Вопросы», через ссылку на инструмент для сбора предложений. Уважаемые коллеги, напоминаем также всем, кто выступал сегодня с докладами и еще будет выступать, что все свои выступления вы можете в форме статей и тезисов зафиксировать и направить нам, для того, чтобы мы опубликовали их в сборнике нашей конференции. Кто не участвует сегодня с докладами, у вас тоже есть такая возможность, если вы являетесь участником проекта по поддержке школ с низкими результатами обучения. Мы знаем, что к нам подключены коллеги из других регионов. У вас тоже, коллеги, есть возможность направить свой материал для публикации в сборнике конференции. Требования к публикации размещены на нашем основном сайте. Мы разработали специально сайт конференций и форумов, на котором все наши предстоящие мероприятия будут зафиксированы. Предваряя ваши вопросы по поводу сертификатов, мы говорим о том, что все участники, которые были зарегистрированы непосредственно через сайт форумов и конференций и приняли участие в качестве слушателей в течение 4 дней конференции, стратегической конференции «Образование 21 века. Инновации, преобразования и развития», получат автоматизированный сертификат в своем личном кабинете на сайте форумов и конференций. Если вы там еще не зарегистрировались, то, пожалуйста, сделайте это для того, чтобы система вас зафиксировала и сгенерировала для вас сертификат участника конференции. Все коллеги выступающие также получат сертификат об участии с докладом, благодарственные письма. Раил Римович, как у вас? Пока еще не получается. Так, Раил Римович еще попытки не оставляет к тому, чтобы подключиться к выступлению. Коллеги, мы предлагаем на этом пока завершить работу первой площадки нашей всероссийской онлайн-конференции «Форсайт-сессии. Региональные модели поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях», и начать работу в 2 часа именно с выступления Раила Римовича. Раил Римович, принимается предложение? Сможете ли вы в 2 часа, в 14 часов к нам подключиться? Пока в перерыве вы отработаете с нашим техническим специалистом подключения, мы предоставим вам слово в 14 часов. Пожалуйста, в чате ответьте, принимается данное предложение или нет. Выступить в 14 часов. Раил Римович, ждем от вас ответа, вашего решения. Коллеги, после перерыва в 14 часов на межрегиональном семинаре с нами будут работать наши коллеги из Липецкой области, из Института развития образования, из Челябинской области, из Института переподготовки и повышения квалификации работников народного образования. Также к нам присоединятся педагогические работники образовательных организаций города Читы Забайкальского края,
С нами будет работать начальник отдела дистанционного обучения Центра «Профессионал» и представители Республики Коми. Так, что Раил Римович нам пишет? Хорошо. Да? Раил Римович, тогда в 14 часов мы начинаем с вашего выступления. Уважаемые коллеги, объявляется перерыв до 14 часов. Спасибо за участие. Ждем вас на наших следующих мероприятиях. IDG. IDGE. Добрый день. Не понимаю, что произошло. В общем. Что, уже можно рассказывать? Нет? Да, с 2 часов. Ну ладно, хорошо.
Меня слышно?
Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем нашу работу, и сейчас мы приглашаем всех вас принять участие в межрегиональном семинаре «Модели и механизмы финансовой и методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях». Как уже в первой части нашего сегодняшнего мероприятия сказала Марина Анатольевна, к нам будут подключаться непосредственно представители и других субъектов Российской Федерации, чей опыт для нас будет очень ценен и интересен. И поэтому мы вас приглашаем к его обсуждению на данном платформе. У вас есть возможность задать вопросы в данном случае в специальной вкладке, либо в чате. А также напоминаем, что мы принимаем непосредственно ваше предложение в резолюцию, и сейчас в чате появится опять же сообщение, где это можно непосредственно сделать. И в самой первой вкладке, вот появилась в чате, которая находится по данной ссылке слева, вы можете непосредственно включить ваши предложения, которые войдут в резолюцию по данной конференции и также по данному мероприятию. В студии работают Марина Анатольевна Габова и Аверин Александр Викторович, то есть представители регионального оператора, который осуществляет сопровождение данного проекта на территории Республики Коми. Итак, мы приступаем к нашей повестке, и мы договорились о том, что в самом начале межрегионального семинара мы предоставим слово Раилу Римовичу Хусамову. Он представляет в данном случае Казань. Раил Римович, мы вас приветствуем еще раз, просим подключиться. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Раил Римович. мы рады вас приветствовать. И Меня слышно? вам слово. Все Да. слышно, хорошо. Пожалуйста, вам слово, презентацию видно. Ну, надеюсь, меня слышно. Я начну, с вашего позволения. Да-да, хорошо, начинайте. Добрый день, Сан СС. Я представляю вам доклад, посвященный организационным формам привлечения обучающихся в школах с низкими результатами и участию в предметных олимпиадах на примере Республики Татарстан. Надеюсь, меня слышно хорошо. Прекрасно. Пользуясь случаем, хотел поблагодарить и руководство, и организаторов конференции, и лично Марину Анатольевну за приглашение, за участие в этом представительном форуме. Мой небольшой доклад, он будет состоять из 3 частей. В первой части расскажу про Республиканский олимпиадный центр под эгидой Министерства образования и науки Республики Татарстан. Второе – это формы привлечения обучающихся в школах с низкими результатами к участию в предметных олимпиадах. И третье – направление сотрудничества. Если это кому-то интересно коллегам, я вот представил в этой части выступления то, что я с коллегами могу сделать, и мы делаем уже на уровне нашей республики. Итак, первая часть – это Республиканский олимпиадный центр Министерства образования и науки Республики Татарстан. Вначале я скажу, что Республика Татарстан на протяжении с 2016 года занимает 3-е место по результатам на СИРОСах, то есть на всероссийских олимпиадах школьников. В данном случае я представляю как руководитель жюри олимпиады школьников по обществознанию, ну и вот относительно недавно, это 2-й год, по избирательному праву и процессу. Олимпиадное движение Республики Татарстан, оно включает в себя, как и во многих других регионах, как всероссийские олимпиады, так и региональные, в нашем случае это республиканские олимпиады. Что касается Республиканского олимпиадного центра, дело в том, что в 2014 году была принята государственная программа стратегического управления талантами в Республике Татарстан 2015-2025 годы, в рамках которого был создан и Республиканский олимпиадный центр. Он был открыт в 2014 году. Он является координатором и, так скажем, главным субъектом всех процедур, связанных конкурсов, олимпиад различных мероприятий, так или иначе связанных с олимпиадным движением.
С 2016 года действует оздоровительный образовательный комплекс ДУСЛЫК, на базе которого и проводятся учебно-тематические сборы, ну и большая часть всех олимпиад. Могу сказать, что уже послезавтра, 25 ноября, состоится олимпиада для кадетов, в которой я с товарищами принимаю как раз участие по обществознанию. Вот как раз это будет в том числе на базе оздоровительного образовательного комплекса ДУСЛИК. На базе этого комплекса более 10 тысяч школьников нашей республики проходят круглогодично обучение, различные тренинги, мастер-классы проводятся для подготовки как для всероссийских, так и международных предметных олимпиад. И эти сборы, они осуществляются с учетом возможностей учебно-оздоровительного комплекса, поскольку все-таки мест там не так-то много, но учебно-тематических сборов бывает, так скажем, от 30 до 50 человек. Но поскольку сборы идут по разным дисциплинам, поэтому желающих намного больше участвовать, и поэтому возможности этого комплекса, конечно, достаточно ограничены, но в целом он в настоящее время пока справляется. Далее, в олимпиадном движении школьников Республики Татарстан можно выделить 5 основных видов олимпиад. Это региональные заключительные этапы всероссийских олимпиад школьников 9-11 классы, республиканские олимпиады для 4-8 классов. Вот здесь на слайде представлено, каким дисциплинам все это проводится. С 4 по 7 и уже по 8 классам. Третье направление – это республиканский олимпиад для учащихся 4-11 классов. Но в основном это языковые. Специально есть направление – это республиканские олимпиады для школьников сельских районов, путь к Олимпу, по 4 предметам: математика, физика, химия, английский язык. И пятое направление – это республиканские олимпиады для кадетов с 7 по 11 классы: математика, физика, русский язык и обществознание. И вот как раз сделал анонс, что по обществознанию у нас будет уже послезавтра очередная олимпиада для обучающихся кадетских, для кадетов. Какие основные формы привлечения обучающихся в школах с низкими результатами? Я уже упомянул и вновь здесь скажу, одна из первых форм – это участие в республиканских олимпиадах для школьников 7-11 классов сельских районов «Путь к Олимпу» по 4 предметам. Вторая форма – это для кадетов республики, 16 кадетских школ. И, к сожалению, я не знаю, как в других регионах, большая часть кадетов так или иначе относится к результатам с низкими школам или образовательным организациям с низкими результатами. Но по возможности мы стараемся улучшить эту ситуацию. Ну, я пока в данном случае отвечаю только про направление обществознания. Что еще можно отметить? Одним из форм привлечения являются еще учебно-тематические сборы на базе ДУСЛИК, который я раньше упоминал. Также проводятся различные тренировочные состязательные мероприятия по различным предметам. С точки зрения педагогов проводятся курсы повышения компетенций и тренинги для педагогов, как на уровне республики, так и в Российской Федерации. Ну и в последний год это проведение дистанционных курсов и тренингов, которые позволяют повысить компетенции с точки зрения повышения профессионального мастерства педагогических работников при подготовке к олимпиадам и участию в олимпиадах. Также практикуется, по крайней мере, есть достаточно много направлений в этом плане с точки зрения проектной деятельности школы, в рамках которого да. Алло. Я извиняюсь, вас не слышу. Я продолжу. В завершение хотел сказать направления сотрудничества основные, которые
мы осуществляем. Я здесь структурировал мероприятия для руководителей управления образованием муниципальных районов. Это проведение форсайт-сессий, стратегические сессии, вебинары для директоров школ. Это процедура ассессмента, тренинг, диагностика, стратегические сессии, онлайн-тренинги по лидерству, вебинары, тоже связанные с профессиональными управленческими компетенциями. Мероприятия возможны для молодых педагогов школ, тренинг, диагностика, тренинг по лидерству и другие с точки зрения развития профессиональных компетенций молодых педагогов. Также мастер-классы для обучающих с точки зрения нашей команды по обществознанию. Это разбор от олимпиадных заданий по обществознанию, деловая игра по избирательному праву и процессу. Ну и онлайн-тренинги по развитию публичных выступлений, ну и многие другие. Здесь представил я контакты. Если, пожалуйста, коллеги, если кому-то интересно, он работает в данном направлении, мы всегда будем рады сотрудничеству в различных формах, ну и в том числе онлайн, поскольку сейчас ситуация такая достаточно технологическая, сложная, напряженная в различных регионах. Спасибо за внимание. На этом мой доклад завершен. Спасибо, Раил Римович. У нас с Мариной Анатольевной возник непосредственно такой вопрос. И попросим вас его тоже прокомментировать. В целом, как вы оцениваете все-таки привлечение детей, обучающихся из школ с низкими результатами обучения именно к предметным олимпиадам? Какие вы видите в этом эффекты? Может быть, вы их обнаружили именно в практике своей деятельности? Как меняется отношение, собственно, к обучению и в целом к участию в подобных конкурсных мероприятиях? Раил Римович. Да, слушаем вас. Если вы с нами на связи. Ну, я думаю, ничего страшного. Раил Римович будет участвовать в наших еще других мероприятиях нашей стратегической конференции, в частности, на площадке по сопровождению одаренных детей и по олимпиадному движению. И там мы с вами можем все вопросы обсудить и получить на них ответы. Благодарим Раила Римовича и переходим к следующему выступлению. Севрюкова Алла Александровна, доцент кафедры педагогики и психологии Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования. Доклад представлен на тему развития психолого-педагогической компетентности учителей, взаимодействующих со сложными контингентами обучающихся средствами кейс-метода. Мы запускаем видео, но мы знаем, что Алла Александровна с нами сегодня присутствует в рамках нашего мероприятия непосредственно, поэтому вопросы можно будет ей задать в чате, и она сможет на них ответить. Итак, Алла Александровна, Севрюкова, Челябинский институт. Спасибо за внимание. Надеемся на дальнейшее. Спасибо, Алла Александровна. Мы благодарны Челябинскому институту переподготовки и повышения квалификации работников образования за представленный непосредственно материал. Почему? Потому что действительно мы все с вами понимаем, что современные требования, в том числе и к психолого-педагогической компетентности любого педагога, предполагает его умение работать с разными категориями обучающихся, в том числе и непосредственно оказывать адресную поддержку. И, естественно, тот опыт работы, который был представлен, он интересен, он, конечно же, может быть применен и использован, и я думаю, что мы тоже вернемся к возможностям применения и использования кейс-метода в рамках уже подготовки педагогов Республики Коми. У нас есть такие наработки в данном случае. Конечно же, есть вопросы, на которые мы хотели бы, конечно, получить ответы очно, но думаю, что мы их просто-напросто зададим. Возможно, что в чате мы на них получим ответ, поскольку Алла Александровна непосредственно с нами. Это, конечно, вопросы, касающиеся того, как вы отслеживаете динамику развития профессиональных компетенций педагогов, какие средства вы для этого используете,
фактически как организована подобная диагностика и изучение, и что вы делаете в тех ситуациях, когда, допустим, динамика несущественная или неположительная в рамках, например, организации подобного рода взаимодействия. Ну а второй вопрос, конечно, он касался относительно участия экспертов, поскольку, скорее всего, кейсы так или иначе для того, чтобы использовать их в ситуации, так скажем, конкретной, практической, как это было представлено, например, ребенок с интеллектуальной пассивностью, ребенок с низким уровнем учебной мотивации или проявляющим агрессивное поведение и так далее, наверное, какие-то экспертные решения должны быть. То есть каким образом в данном случае институт выстраивает и эту работу. Уважаемые коллеги, мы благодарим вас за этот очень интересный и очень уникальный опыт. Я думаю, что он будет интересен не только нашей стране, не только нашему субъекту, но и всем тем, кто принимает участие, активное участие в нашем межрегиональном семинаре. Мы хотели бы обратиться сейчас к Ольге Вячеславовне Сазонтовой. Если вы с нами, то мы приглашаем вас подключиться к нам, к эфиру и уже представить непосредственно свое выступление о методической модели поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на основе оценочных процедур. Если вы с нами, Ольга Вячеславовна, пожалуйста, присоединяйтесь, мы предоставляем вам такую возможность. Ольга Вячеславовна, мы готовы выслушать ваше выступление. Пока Ольга Вячеславовна в данном случае определяется, я еще раз напоминаю, что, уважаемые участники межрегионального семинара, у вас есть возможность в данном случае задать вопросы либо в специальной вкладке, либо в чате, а также высказать свои предложения. Вы видите в данном случае в чате ссылку, на которую вы сможете это спокойно сделать. Ждем от вас в данном случае каких-то решений, каких-то предложений, которые войдут уже в окончательную резолюцию нашего сегодняшнего мероприятия. Обратите, пожалуйста, внимание, в чате непосредственно все обозначено. Ну, конечно же, да, огромное спасибо, Алла Александровна, что вы в режиме онлайн реагируете на наши вопросы. Я хочу зачитать непосредственно ответ. Кейс одобрен экспертным сообществом в рамках УМО, и это действительно один из вариантов реализации данного метода, по сути, да, в рамках профессиональной подготовки, что действительно говорит о том, что кейсы используются не ради создания какой-то определенной активной профессиональной деятельности, а именно в части решения, в данном случае профессиональных ситуаций, в контексте имеющихся экспертных решений. Также имеется разработанный пакет диагностик профессиональных дефицитов. И, естественно, уважаемые коллеги, если вас данный опыт заинтересовал, я думаю, что вы можете найти данную информацию на сайте Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования, либо непосредственно обратиться на кафедры и связаться с коллегами. Алла Александровна, еще раз вас благодарим за ответ, за представленный непосредственно интереснейший опыт. Ну, а поскольку Ольга Вячеславовна у нас пока не откликнулась, я думаю, что мы к этому еще вернемся. Мы продолжим нашу работу. Были представлены, уважаемые коллеги, региональные практики выстраивания работы со школами с низкими результатами, со школами, функционирующими в сложных социальных условиях. А следующее выступление, которое мы представляем, Татьяна Сергеевна Козлова, методист Воркутинского дома учителя, куратор проекта, представляет муниципальную практику путей повышения образовательных результатов в школе с низкими результатами обучения и школе, работающей в неблагоприятных социальных условиях. Татьяна Сергеевна, мы приглашаем, вам слово. Спасибо, Татьяна Сергеевна, уважаемые участники семинара. Это был действительно представлен опыт реализации проекта у нас в муниципалитете, в данном случае Воркуты, где были обозначены основные пути повышения образовательных результатов в школе с низкими результатами обучения и в школе, работающей в неблагоприятных социальных условиях. В 2020 году те школы, которые имеют статус непосредственно участников, они характеризуются как раз двумя данными составляющими. Ну, поскольку Татьяна Сергеевна
говорит как раз о необходимости создания равных условий, то мы не можем, так скажем, обойти вниманием и проблематику организации инклюзивного образования в общеобразовательной организации. И об этом на нашем семинаре расскажет Мария Вячеславовна Дудкина, методист-координатор по инклюзивному образованию, учитель-логопед средней общеобразовательной школы номер 19, город Чита, Забайкальский край. Вам слово. Концерты, конкурсы, олимпиады, ученические конференции, спартакиады, социальные акции. Все дети в течение года принимают участие в новогоднем. Мы благодарим Марию Вячеславовну за представление непосредственно опыта организации инклюзивного образования в средней общеобразовательной школе номер 19 города Читы Забайкальского края. Действительно, ваш опыт очень уникален, поскольку вы работаете в этом направлении с 2008 года. Известный, допустим, опыт Москвы, который работает в этом направлении с 2010 года. Ну и мы все понимаем, что в 2012 году в Федеральном законе 273 ФЗ появляется непосредственно такое понятие, как обучающийся с ограниченными возможностями здоровья. Последующем принятие федеральных государственных образовательных стандартов действительно дает нам представление о том, как можно организовать непосредственно данную деятельность. Ну и, конечно же, ваша деятельность оценена, как мы видим, достаточно высоко. Ваша общеобразовательная школа является победителем конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» 2020 года, с чем мы вас поздравляем и горды тем, что вы представили опыт на нашем межрегиональном семинаре. Думаю, уважаемые коллеги, вы могли понять из представленной непосредственно выступления, с какими нозологическими группами работает в данном случае образовательная организация, как выстроено непосредственно взаимодействие специалистов. И действительно, школа уникальна тем, что у них есть методист по инклюзивному образованию, чем вот в данном случае опыт может быть еще в большей степени интересным по организации инклюзивного образовательного процесса в целом. Уважаемые коллеги, мы благодарим вас еще раз за представление подобного опыта, и мы переходим дальше. Да, мы продолжаем работу нашего межрегионального семинара. И следующая проблематика, которую мы рассмотрим в двух выступлениях, это организация цифровой образовательной среды в образовательной организации. Мы приглашаем Елизавету Олеговну Воробчакову, начальника отдела дистанционного обучения Центра «Профессионал», магистра педагогики по программе «Электронные образовательные технологии». Она расскажет о том, как можно организовать профессиональную педагогическую поддержку современного учителя в условиях цифрового обучения. Елизавета Олеговна, пожалуйста, вам слово. Да, здравствуйте. Итак, мы вас видим, мы вас слышим. Да, прекрасно, рада вас приветствовать. Да. Здравствуйте всем. Да, действительно, я работаю в Центре дополнительного профессионального образования. Наверное, может показаться достаточно странно, что я тут где-то между школой и школой нахожусь, но на самом деле предыдущие свои 12 лет жизни и работы я посвятила школьному образованию, и вот тот опыт, который я расскажу, он отчасти сформирован все-таки на основе именно школьного взаимодействия с педагогами. И то, что сейчас происходит, у меня, это скорее такое продолжение той вот модели, которую мы сформулировали и, собственно, в процессе обучения, написания магистерской диссертации и работы в школе. И работала я в школе Санкт-Петербурга, но на самом деле она очень подходит вот под ваше вот это направление. Это была совершенно обычная школа, которая находилась на окраине города, что называется, дворовая школа, и поэтому я думаю, проблемы у нас на самом деле очень схожи вот с теми коллегами, которые уже выступали или, может быть, будут выступать. Вот, ну и начать я хотела, конечно же, с определения, то есть вообще любая поддержка, в частности педагогическая, и если мы говорим о работе в цифровой среде, то это, безусловно, взаимодействие участников, и это тот процесс, который направлен на решение каких-то конкретных проблем. То есть прежде чем эту поддержку осуществить, нужно осознать проблемы, понять их, принять их и, соответственно, какой-то такой вопрос во Вселенную отправить. И, в частности, если мы говорим о процессе этой самой поддержки, то он состоит, как минимум, из 3 этапов, и чаще всего
ну, в принципе, ограничиваемся мы ими, да, потому что дальше это какой-то вообще уже сверхуровень, да, когда мы достигаем новых знаний и уже начинаем непосредственно делиться этой информацией. Первый уровень – это диагностический, то есть когда мы вообще просто осознаем наличие той или иной проблемы в своей деятельности, да, мы как педагоги имеется в виду, и мы как организаторы, управленцы, да, у своих педагогов. Далее мы, безусловно, должны рассказывать или, соответственно, узнавать, да, в зависимости от той роли, которую мы выполняем. То есть это такое просветительское направление, когда мы узнаем о наличии каких-либо путей для решения вот этих самых осознанных нами проблем. Ну и консультативное, когда речь идет о непосредственно уже консультационных моментах. И всю вот эту вот модель поддержки, которая вообще существует и которую мы осознали, она частично перекликается с тем, что, опять же, говорили коллеги до меня. Здесь речь идет о том, что есть два больших таких направления. Да, это первый, это деятельность вообще непосредственно с тем инструментарием, который нам позволяет обеспечивать цифровую среду в школе, позволяет дистанционное обучение, да, наболевшим, или же, например, просто взаимодействие и создание электронных образовательных ресурсов. То есть это что касается инструментов. Это на картинке, да, помечено синими стрелками. Немного расскажу, о чем, собственно, это все. В первую очередь мы о работе какого-либо ресурса или инструмента для создания ресурса мы должны понять, чем мы создаем. То есть у нас может быть там условно запрос на создание презентации, инфографики, ленты времени и так далее и тому подобное, сайта. Да? Мы должны четко осознавать, какой инструментарий нам позволит это сделать. Это первый такой большой шаг, да, то есть с помощью чего я могу это осуществить. Дальше мы говорим с педагогами о том, как это делается. Это то, что в народе называется нажиманием на кнопки. Наверное, может быть, не очень правильно так говорить, но тем не менее технически это так и есть. Да? То есть когда мы просто физически учимся нажимать на кнопки и создавать что-то. И на самом деле в большинстве школ и Петербурга, и на самом деле нет. И сейчас я работаю, например, в московской организации и беседую с коллегами из московских школ. В принципе, у них примерно таким же способом это все осуществляется. То есть мы здесь в данном случае совершенно равны. В школах заканчивается все тем, что, например, зам по ИКТ, да, или информатик, учитель информатики выходит и рассказывает, есть вот это, вот это, вот это. Или мы открываем интернет и видим какой-то, например, перечень новый, вот буквально там позавчера, да, вышел опять на Фейсбуке какой-то новый файлик, где собраны все инструменты. Это то, что называется просвещение, и к ним чаще всего прилагается инструкция. Я чаще всего так делаю в выступлениях, потому что это, действительно первый шаг. Это механизм работы, то есть на какие кнопки нажимать, где там в скриншотах или видео написано, изложена эта информация. И на этом, собственно, все заканчивается, как правило. Но на самом деле существует еще третий шаг, и он, на мой взгляд, кардинально важен, нужен, и его в школы нужно привносить. Кто-то привносит, кто-то еще на пути осознания этого, но совершенно точно без этого результаты наши гораздо ниже, наверное, чем могли бы быть. Это так называемое внедрение в деятельность, да, то есть если мы задаем, вот в вопросах это все обозначаем, то каким образом? Переводя на язык педагогический, да, то для решения каких дидактических задач мы используем тот или иной инструмент. То есть вот освоили мы инструмент, создали какой-то ресурс, и как, и для чего мы вообще это все внедряем. Потому что зачастую сейчас и открытые уроки, и, в принципе, обычные стандартные уроки, они служат такой совокупностью каких-то разных ресурсов, использования разных ресурсов, и ребенок в какой-то момент просто перенасыщается, и ему просто это приедается. И чаще всего это происходит именно потому, что педагог не понимает, зачем это использовать, и для решения чего. Да? И зачастую это происходит, что называется, надеть все лучшее сразу. Вот я освоила новый инструмент, и я его быстренько начинаю внедрять в свою деятельность. Это тоже, на самом деле, очень такой, осторожный шаг, да, и очень осторожно это нужно делать, чтобы и ребенку не надоело, и в то же время был какой-то определенный результат. И дальше, если мы переходим вот к этим тучкам, да, облачкам, это такие мысли педагога, которые он
педагога и, на самом деле, и управленца в том числе, потому что здесь просто, наверное, позиция будет, если мы говорим о педагоге, то он оценивает себя и детей, да, и процесс, в котором он участвует, образовательный. А администратор, наверное, это все-таки должен оценивать с точки зрения каких-то глобальных результатов своего учреждения. Но, тем не менее, вопросы очень похожи. И, собственно, первый вопрос, да, он должен понимать очень четко, зачем вообще я это использую. То есть если сейчас вопроса, зачем мы используем дистанционное обучение, не возникает, потому что это понятно, да, потому что такая эпидемиологическая ситуация, и мы для того, чтобы с точки зрения, да, нашего закона об образовании реализовать основную образовательную программу, мы переходим на дистанционную форму взаимодействия. Но зачем мы, например, каждый из ресурсов используем? Вот здесь вот, конечно, очень нужно четко понимать, подумать и постоянно на каждой стадии задавать вопрос «зачем?». Далее, почему именно этот? Здесь уже касается вопрос не инструментария, а именно ресурсов. То есть почему я именно сейчас вам показываю презентацию? То есть я могла бы записать это в виде видео или какую-нибудь инфографику выложить, например, да, даже вот непосредственно сейчас в выступлении. То есть вопрос, почему, он, безусловно, должен подниматься. И дальше для чего? Это скорее про рефлексию, да, то есть мы должны определенно точно, постоянно рефлексировать те действия и пытаться их осмыслить, которые мы производим и которые происходят в нашем там, кабинете, да, если я учитель, либо если я администратор в школе или методическом, например, объединении. Вот, поэтому вот такие основные моменты, которые есть, о них нужно обязательно помнить и взаимодействовать с ними в своей голове или в своем коллективе. Далее, если мы говорим здесь скорее просто про просветительский все-таки момент, да, когда мы пытаемся обучить педагогов или обучиться самим, да, если мы учителя, какими путями это вообще можно сделать? Безусловно, это онлайн-курсы, это, наверное, самая популярная история, которая может быть. Мы вот в нынешней организации, мы просто сделали курс, ну, касаемо там моей части по дистанционному взаимодействию педагогов, потому что люди никогда с этим не встречались, и мы их, соответственно, обучаем внутри своей организации. Как тоже спикеры говорили, да, есть уже корпоративное обучение в школах, и это на самом деле очень классно. Я за это, потому что, мне кажется, это самое результативное. Никто не знает проблем школьных, кроме как мы сами внутри организации. Поэтому это на самом деле очень важно, и по идее это должно приносить лучшие результаты. Что касается школы, когда я, например, работала, да, в обычной школе, где не было СДО, где не было каких-то там, финансовых, да, возможностей для покупки каких-то платных историй и организации, мы использовали просто Google Classroom, и там сделали, ну, такой прототип курса, где были расположены какие-то определенные примеры, инструкции по работе с ресурсами. Дальше онлайн-мероприятия – это, ну, в первую очередь, например, то, что мы с вами, да, собираемся здесь, да, безусловно, вы, перенимая опыт своих коллег из разных, тем более, регионов, вы можете каким-то образом сформулировать свою какую-то траекторию развития или, может быть, скорректировать та, которая у вас заложена, например, на следующий календарный год. Более того, еще могут быть офлайн активности, конечно, в 2020 году это достаточно такое проблематичное, но, тем не менее, не будем списывать со счетов, что это было, и я надеюсь, что будет в скором времени. Это те встречи, которые есть, опять же, в разных городах, от TechCrunch, который, да, одна из, наверное, самых таких больших конференций, до там Geek Teachers, которые проводили фестивали в очень разных городах нашей страны. Вот. И далее вот обмен опытом как раз-таки в образовательной организации, это то, что называли коллеги корпоративным обучением, и чаще всего это называют методическим объединением, но ну, хорошо, если у вас это действительно работает, и если это обмен опытом, но чаще всего в организациях это все-таки режим какой-то такой создание контрольных работ итоговых, какая-то проверка этих самых работ, да, то есть, ну, это не обмен опытом абсолютно, это скорее какое-то такое написание отчетностей, вот, и, ну, не знаю, просто повод познакомиться всем математикам, физикам, лирикам и так далее. Но здесь все-таки надо большое, полноценное, я бы даже сказала, внимание уделять именно взаимообмену информацией. И
Есть тоже такая очень, мне кажется, большое заблуждение, что то, что работает у математика, не будет работать у русовика. Вот мне кажется, это вообще огромная ошибка, и те инструменты, особенно что касается цифрового обучения, это абсолютно точно будет практически на любом предмете работать, да, ну, кроме там, не знаю, симуляторов, лабораторных, да, каких-то вот таких суперспецифических моментов, но применить это можно на любом предмете, и я всегда своим преподавателям, рассказывая о каком-то инструменте, говорила, что вы, зная свой предмет лучше, чем я ваш, да, ну, по определению, сможете, зная какие-то основы работы этого ресурса, перейти вот к той самой третьей ступеньке, да, когда вы осознаете соответствие дидактических задач и этого самого ресурса. И вот в этот момент произойдет какой-то большой результат, и детям будет интересно, и вам будет интересно работать с такими детьми. И здесь, конечно, безусловно, можно говорить о том, что дети, там, может быть, без телефонов ходят, да, потому что это там не всегда какие-то супершколы чаще всего, но есть масса ресурсов, которые позволяют это сделать просто с техникой учителя, вот, и это тоже будет работать. Вот, и сетевое сообщество – это то, что мы называем таким онлайн-компанией, да, то есть если мы заходим в Facebook, определенным образом настраиваем свою ленту, то видим только те материалы, которые нам действительно важны. И вот здесь вот выбор между котиками и какой-то полезной информацией профессиональной, он остается за вами. Поэтому я бы, наверное, все-таки пошла по пути профессиональной нужной информации и настроила ленту своих соцсетей таким образом, чтобы мне было интересно. Вот. Ну и закончить, я так понимаю, время у меня уже подходит к концу. Я такую фразу хотела, что, наверное, при любой поддержке, в любом вопросе, в инклюзии или в работе или цифровых каких-то, да, цифрового образования или просто в режиме каких-то дидактических моментов, которые мы, безусловно, все равно должны как-то обновлять в своей голове. Здесь очень важно понять, что первый шаг – это от самих учителей, когда они четко должны осознать, что им требуется помощь. Да, и вот я вчера буквально на Фейсбуке написала пост про то, что ни один врач не придет к нам домой и не скажет: вас нужно лечить. Да, все-таки мы должны отправить запрос, и мы должны прийти к специалисту и сказать: а вот мне кажется, что мне это нужно. И вот у учителей, наверное, в плане поддержки это примерно то же самое. Ну и хороший тот учитель, который сам умеет учиться. Я всегда это говорю и своим педагогам, и себе, напоминаю периодически. Вот поэтому я думаю, что если вы все здесь, то вы точно хотите учиться и перенимать опыт своих коллег, не обязательно более успешных, просто другой опыт, и он, безусловно, как-то вам поможет и отзовется в вашей деятельности. Вот. Ну, если есть вопросы, я так понимаю, что у нас в системе не только спикеры, но и слушатели. Можно задавать вопросы, либо можете задать, собственно, в сетевом пространстве, если вдруг они возникнут. Спасибо. Елизавета Олеговна, мы благодарим вас за такое интересное содержательное выступление. Мы услышали о том, как можно организовать эту работу в школе с педагогическим коллективом, да, какие подходы можно отработать непосредственно в образовательной организации. И хотелось бы услышать ваше мнение о такой платформе, да, которая у нас, допустим, в нашей республике рекомендована для использования во всех образовательных организациях. У нас даже вышел приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Это Российская электронная школа. Как вы считаете, достаточно ли только этой платформы, либо что-то еще дополнительно нужно использовать? Ну, знаете, я когда либо обучаю кого-то, либо провожу вебинары, я всегда даю варианты разные. То есть, во-первых, это то, где есть готовый контент, это в том числе Российская электронная школа, а есть то, что позволяет сделать контент самостоятельно преподавателю или взять, да, поделиться друг с другом. И вот здесь вот, на самом деле, это такой сложный вопрос, да, пользоваться тем, что дают, либо делать самим. Вот честно скажу, по своему опыту как учителя, у меня ни разу, наверное, не было такого, что мне дали какой-то готовый материал, я его взяла и исключительно использовала на уроке. То есть, безусловно, я брала что-то готовое, что уже есть, да, показывала, использовала, но это не было единственным источником,
да, и как бы я все равно делала еще что-то, что мне было интересно. Я так получилось просто, что вела биологию, а потом информатику, и та и другая наука, она очень быстро меняющаяся, особенно информатика, и то есть может произойти что-то, чего еще нету в РЭШе, да, а детям хочется про это рассказать. Поэтому здесь, конечно, на помощь приходили какие-то самостоятельные ресурсы. Но я думаю, что исключать РЭШ не стоит. Конечно, ходит очень много разных суждений об этом, да, но если это рекомендуют, то, наверное, нужно прислушаться, но адаптировать это под свою работу, наверное, все-таки должен как педагог. Вот. Ну и рекомендации – это не равно обязательное использование, я всегда тоже об этом говорю, это все-таки рекомендация. Да, я с вашим мнением соглашусь. Действительно, нужно ведь учитывать не только вот тот усредненный вариант, да, который представлен нам в готовых ресурсах, рассчитанный на среднего ученика, но, конечно, учитывать особенности ребят в своем классе, особенности технические возможности и, конечно, свои собственные предпочтения. Да. Это Спасибо большое. У нас очень много творческих учителей, которые действительно разрабатывают свои интересные образовательные ресурсы и готовы делиться своими наработками в этой области. И, пользуясь случаем, мы хотим пригласить всех участников нашего межрегионального семинара принять участие еще в одном очень интересном мероприятии, которое состоится в рамках нашей стратегической конференции «Образование 21 века. Инновации, преобразования и развития». 25 ноября с 10 часов начнет работу стратегическая сессия «Цифровая образовательная среда образовательной организации как инструмент организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий». И вот здесь как раз наши образовательные организации в том числе будут представлять свое видение возможных вариантов использования цифровых образовательных ресурсов и расскажут о том, как они используют разнообразные платформы и инструменты дистанционного обучения. Приглашаем всех к участию. Завершает работу... Мы продолжаем дальше. И действительно, у нас, как и во всем субъекте, и в Российской Федерации, в мире в целом, да, мы пережили достаточно сложный период, то есть ограничительных мер и так далее. И мы бы хотели как раз сейчас предоставить слово Шипицыной Людмиле Александровне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе средней общеобразовательной школы номер 24, город Чита, как раз с рассказом о том, как выстроить работу школы, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях, в период ограничительных мер. Мы предоставляем вам такую возможность и приветствуем вас. В эту победу. Спасибо, Людмила Александровна. Мы благодарим вас за представление опыта работы. Действительно, условия пандемии накладывают отпечаток на многие процессы и вещи. Конечно, нас тоже в большей степени интересует, если вы готовы, мы видели, что вы вместе с нами, ответить на вопросы, то как вы все-таки оцениваете возможность организации, например, воспитательной работы посредством дистанционных технологий? Насколько, по вашему мнению, это действительно эффективно? Насколько это было воспринято детьми, допустим, как, может быть, естественная такая, так скажем, форма, да, организации воспитательной работы с обучающимися. Второй вопрос, конечно же, он будет касаться родителей. Почему? Потому что достаточно часто в этом процессе мы забываем именно об этих участниках образовательных отношений. И, может быть, именно они в большей степени, испытывая тревогу и так далее, задаются вопросом о целесообразности организации подобным образом обучения. Каким вот образом вы с родителями также работали? Но если Людмила Александровна к нам присоединится, то мы, возможно, увидим в чате ее ответы. А пока, уважаемые участники нашего межрегионального семинара, мы хотели бы напомнить, что вы можете закрепить ваше участие непосредственно публикациями в сборнике материалов по конференции, по межрегиональному семинару. Это касается не только выступающих, но это касается еще и наших участников, которые присоединились к сегодняшнему мероприятию. Если у вас есть что-то сказать, что-то предложить, мы ждем ваши непосредственно материалы для рассмотрения непосредственно к публикации. Также обращаю ваше внимание на то, что вы можете непосредственно задать вопросы, задавать либо в специальной вкладке, либо в чате. Также обращаю ваше внимание, что вы можете формулировать свои предложения, и еще раз сейчас появится непосредственно ссылка, где вы это можете сделать. Вот она появилась в чате. Перейдя по ней, пожалуйста, вы можете сформулировать предложение,
для того, чтобы мы затем могли их уже обработать и внести в завершающий непосредственно, в частности, текст резолюции по сегодняшнему мероприятию. Мы видим, что Людмила Александровна ответила на наши вопросы. Мы благодарим вас. Мы понимаем, что у вас уже достаточно поздно. И действительно, как отмечает Людмила Александровна, воспитательная работа успешно реализуется в полном объеме, и сложностей в этом не возникает. Мы желаем вам успехов, и в том числе мы верим и поддерживаем ваш оптимизм в том, что мы преодолеем все трудности. И, конечно же, пусть для нас это будет неким стимулом к последующему профессиональному развитию и, возможно, появлению новых образовательных технологий, пусть даже и дистанционно. Мы действительно преодолеем эту ситуацию и выиграем в этом, наверное, в понимании того, как же можно еще организовать процесс обучения нашего подрастающего поколения. Благодарим ЧИТУ, благодарим всех участников. И хочу подвести некоторые итоги межрегионального семинара. Может быть, прежде чем мы подведем Давайте. итоги, коллеги, хочу напомнить о том, что буквально на прошлой неделе Министерство просвещения Российской Федерации направило в регионы рекомендации по организации дистанционного обучения. И там на первое место ставится новое понятие – это гибридное обучение, да, то есть вот те формы, когда мы с вами используем и дистанционные образовательные технологии, и электронное обучение, и наши традиционные технологии. Поэтому рекомендую вам тоже эти рекомендации изучить, ознакомиться с ними. Мы их тоже на нашем портале «Мобильный методист», на платформе «Мобильный методист» выложим для того, чтобы участники проекта могли их использовать в своей образовательной практике. Ну, а сейчас подводим итоги нашей работы. Да, если вы видите непосредственно тематику нашего межрегионального семинара, либо отслеживаете ее так, как это было непосредственно уже на нашем мероприятии, то мы постарались как раз объединить вопросы, связанные с организацией деятельности общеобразовательной организации, которая демонстрирует низкие образовательные результаты или находится в низких, в неблагоприятных социальных условиях в самых разных аспектах. В контексте повышения качества образования, в контексте формирования психолого-педагогических и иных компетенций непосредственно у педагогов. Это развитие цифровой образовательной среды. Это, конечно же, организация инклюзивного образования. Это и возможности осуществления образовательной деятельности в условиях непосредственно ограничений или ограничительных каких-либо мер. Думаю, что та информация, которую вы услышали, она действительно представляет разнообразие подходов, с одной стороны, которые сложились в том числе в разных субъектах Российской Федерации. Ну и, конечно же, актуальность той проблематики и того содержания, тех решений, которые предлагали непосредственно наши сегодняшние выступающие. Мы еще раз благодарим вас за участие в семинаре. И, Мария Анатольевна, думаю, что-то добавите для обобщения итогов. Да, действительно, мы с вами увидели достаточно интересные методические подходы к реализации различных вопросов организации обучения в школах с низкими результатами, школах, функционирующих в благоприятных социальных условиях. Мы с вами увидели некоторые технологии, которые можно использовать в своей образовательной практике. И нам кажется, что многие из тех, кто сегодня с нами присутствует на нашем межрегиональном семинаре, также могли бы поделиться своими практическими наработками. И поддерживаю Александра Викторовича в призыве направить свои наработки в виде статей, в виде тезисов выступлений, для того, чтобы мы смогли их опубликовать в сборнике нашей всероссийской онлайн-конференции. Уважаемые коллеги, мы бы хотели, чтобы в чате вы дали нам какую-то обратную связь, может быть, по той проблеме, которая для вас оказалась наиболее актуальной, может быть, какие-то рекомендации по тем проблемам, которые еще недостаточно были освещены в рамках нашей форсайт-сессии, в рамках нашего межрегионального семинара. Пожалуйста, обратную связь нам дайте в чате. И не забывайте предложение в резолюцию публиковать по ссылочке на наш инструмент Padlet. Пока мы ожидаем обратную связь, мы хотели бы непосредственно у участников инициировать следующий вопрос.
У нас следующее мероприятие запланировано с 16:00, но у нас с вами есть 15 минут времени, поэтому мы хотели бы уточнить, стоит ли организовать перерыв или мы продолжим. Если вы за то, чтобы продолжить нашу работу, а у нас не так много выступающих, вы можете в чате поставить плюс. Если вам необходим перерыв, вы можете поставить минус. Коллеги. Так, кто за продолжение работы без перерыва, ставим плюс. Кому Спасибо. нужен перерыв? Да, спасибо, видим. Да. Большинством голосов мы решим, продолжаем, либо делаем перерыв. Спасибо. Ну, в большинстве случаев мы видим, что наши участники готовы к продолжению работы семинара. Мы представляем... Главное, к этому готовы выступающие. И мы переходим к кейсам. Опыт работы в команде «Школа-лидер», «Школа-участник». А в наших кейсах принимают участие победители грантового конкурса школьных команд 2020 года. Будет у нас заместитель директора школы номер 23 города Воркуты, будет у нас заместитель директора по учебной работе средней общеобразовательной школы села Усть-Кулом. Это школьные команды, которые заняли призовые места. И также школа номер 4 города Усинска, руководитель, директор поделится тоже своим опытом участия как школы-лидера в республиканском проекте «Эффективная школа». Ну и мы хотели бы как раз представить данный кейс Марину Константиновну Цан, заместителя директора по учебной работе средней общеобразовательной школы села Усть-Кулом. Алгоритм работы в команде, школа-лидер, школа-участник, формы взаимодействия и пути решения проблем. Марина Константиновна, пожалуйста, подключайтесь к нам. Марина Константиновна, мы приветствуем вас. Добрый день, Видим вас, мы вас слышим. видим, приветствуем. Презентация видна. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Добрый день, коллеги. Сегодня я бы хотела в своем выступлении представить наш уже практический опыт взаимодействия школы-лидера и школы-участника в региональном проекте «Эффективная школа». Практически показать, какие формы взаимодействия мы используем, каким образом выявляем проблемы и представляем пути их решения. С чего у нас все начиналось? Вообще-то в этом проекте обе школы, да, и Усть-Куломская школа как школа-лидер, и Вотчинская школа как школа-участник, мы уже участвуем второй раз. В 2019 году в рамках республиканского проекта «Эффективная школа» Усть-Куломская школа была определена как школа-лидер и возложила на себя функцию тьюторского сопровождения школ с низкими результатами обучения в Усть-Куломском районе. А уже в 2020 году на основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 23 марта 2020 года участниками проекта стали две школы. Если в 2019 году у нас было 5 участников, школа-лидер и 4 школы-участника, то в 2020 году у нас две школы, это школа Усть-Куломская как школа-лидер и школа Вотчинская как школа-участник, которая функционирует уже в неблагоприятных социальных условиях. Опять же, вернусь немножко в историю, к истории обращусь. В 2019 году мы активно реализовали две программы в течение 19-20 учебного года, успешно реализовали две программы. Это программа тьюторского сопровождения и программа перевода в эффективный режим функционирования. Кстати, вот эта вот успешная реализация отразилась и в образовательных результатах школы участников Вотчинской. Кстати, вот из тех 4 школ в 2019 году эта школа тоже была представлена как участник. Во-первых, значит, в школе повысился качественный результат единого государственного экзамена, и наглядно было виден рост качества знаний по школе. В 2020-2021 учебном году мы сохраняем партнерские отношения со школой-участником. Школа-лидер продолжает осуществлять тьюторское сопровождение школы-участника, но вот повторюсь, уже не как школы с низкими результатами обучения, а как школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях.
Обе организации, то есть обе школы, мы уже приступили к реализации двух программ. Это, опять же, программа тьюторского сопровождения и программа перевода в эффективный режим функционирования. Кроме этого, вот, прежде чем стать... Значит, мы разработали программу. В августе-сентябре месяце мы разработали две программы. На основе совместного анализа деятельности творческой школы, школы-участника были выявлены следующие профессиональные затруднения, дефициты педагогического коллектива при осуществлении образовательного процесса. Вот они представлены на экране. Это дефициты в предметной компетентности, то есть педагогические работники испытывают затруднения по введению федерального госстандарта среднего общего образования. Есть еще одна проблема в этой школе. Недостаток педагогических кадров как раз к ней приводит. То есть учителя-предметники, ведущие уроки не по своей специфике, не по своей специальности, затрудняются в эффективной подаче учебного материала, а это, естественно, складывается потом и на образовательных результатах. Далее, значит, дефициты в методической компетентности. Опять же, вот недостаток кадровый, приводит к тому, что у многих учителей большая нагрузка, поэтому из-за этой большой недельной нагрузки возникает недостаток времени на освоение современных педагогических технологий для эффективности образовательного процесса, для работы с одаренными детьми. Поэтому вот здесь присутствует и информационная изолированность, слабость интернета, не позволяет качественно профессионально расти. И вот третий тип дефицитов, это аутопсихологическая компетентность, то есть низкий уровень знаний способов профессионального самосовершенствования. Кроме того, в школе участники существует еще одна большая проблема – это отсутствие педагога-психолога и квалифицированного социального педагога. И вот как раз это все не дает возможности педагогическим работникам качественно осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса и организовывать эффективное сотрудничество с родителями. И вот на основе всех этих выявленных профессиональных дефицитов мы определили проблемы в деятельности педагогического коллектива школы-участника. 3 основных проблемы, с которыми мы будем работать, которые мы будем решать. И первая проблема – это неэффективность методической работы. Вторая проблема – отсутствие системы работы с одаренными детьми. И третья проблема – это отсутствие психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. Проблемы, с которыми столкнулась Вотчинская школа, школа-участник, они типичны для многих сельских глубинок Усть-Коломского района. Сложный контингент учеников, немотивированных на образовательные достижения, большое число семей с низким образовательным, социальным и экономическим ресурсом, и при этом недостаточный педагогический потенциал образовательной организации. Вот в сочетании всех этих 3 аспектов и есть признак школы, работающей в сложных социальных условиях. Одной из ведущих проблем остается кадровая проблема. Отсутствие учителей-специалистов по отдельным учебным предметам приводит к некачественному освоению учащимися образовательных программ, к росту часовой нагрузки учителей и предметников, которая тормозит профессиональный рост учителей, не дает им возможности свободно и непрерывно повышать профессиональное мастерство, качественно и эффективно выстраивать работу с одаренными детьми, осуществлять, опять же, психолого-педагогическое сопровождение. У отдельных педагогов отсутствует мотивация, занижена профессиональная самооценка, поэтому они с трудом принимают нововведения в школе. И это как раз становится причиной недостаточного знания современных средств и методов построения образовательного процесса. И возникает необходимость в создании условий для профессионального роста учителя. Поэтому школы лидера накоплен определенный опыт и в методической работе, и в работе с одаренными учащимися, естественно, психологического сопровождения образовательного процесса, который может быть использован и в тьюторском сопровождении школы участника. И вот на основании выявленных проблем нами были определены школой лидером приоритетные направления
командной работы. Во-первых, это повышение эффективности методической работы, это создание системы, помощь в создании системы работы с одаренными детьми и осуществление психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса школы участника. В рамках реализации программы тьюторского сопровождения мы разработали алгоритм командной работы школы лидера и школы участника, который представляет собой пути решения выявленных проблем и формы взаимодействия двух школ при их осуществлении. Мероприятия, которые нами запланированы, которые уже реализуются и будут реализованы, будут проходить как на базе школы лидера, так и на базе школы участника. Хочу обратить ваше внимание, каким образом, какие формы взаимодействия при решении определенных проблем мы используем. Для решения проблемы неэффективности методической работы школы участника с целью повышения методической, предметной и аутопсихологической компетентности учителей-предметников при преодолении профессиональных дефицитов мы предлагаем следующие пути решения и формы взаимодействия. Это оказание методической помощи в создании внутришкольной системы непрерывного повышения квалификации педагогических работников, организация наставничества по модели «Учитель-учитель», оказание методической помощи по введению федеральных стандартов среднего общего образования, оказание методической помощи в разработке рабочих учебных программ по учебным предметам, и в частности именно предметов, которые преподаются на уровне среднего общего образования с введением профиля, организация консультационной помощи педагогам, участникам муниципальных конкурсов педагогического мастерства. Значит, чтобы решить эту проблему, какие формы взаимодействия мы предлагаем? Ну, во-первых, это методические семинары, без них никак не обойтись. Первый методический семинар у нас уже прошел в ноябре месяце, это новая модель наставничества. Далее запланированы еще 2 методических семинара. Образовательная среда как ведущий фактор, обеспечивающий результативность учебной деятельности учащихся, и практикоориентированные технологии как средство социализации личности учащихся. Кроме этого, очень интересная, кстати, форма взаимодействия – это круглый стол. Она будет проходить на базе школы участника. Мы представим, тематика этого стола следующая: форма организации самообразования современного педагога. И кроме этого мы предлагаем еще такие формы взаимодействия, как стажировки. Методический день, подготовка к ОГЭ на уроках математики в 9 классе. Это будет проходить на базе школы лидера. То есть мы представим открытые уроки по подготовке к ОГЭ по математике. Далее методический день использования эффективных приемов в процессе обучения решению текстовых задач 3-4 классов. То есть здесь тоже будут представлены учителями, предметниками нашей школы лидера открытые уроки по данной тематике. И будет организована методическая неделя, организация углубленного изучения отдельных предметов в 10 классе. То есть здесь тоже будут даны уроки, представлены открытые уроки по профильным предметам в 10 классе. Значит, кроме этого, здесь мы еще используем при решении данной проблемы еще у нас, какие формы взаимодействия. Это очные консультации по темам организация профильного обучения на уровне среднего общего образования в соответствии с ВГОС среднего общего образования. Это мероприятие уже в ноябре тоже было реализовано нами. И второе мероприятие в данном направлении – создание системы методической работы в школе участника. Кроме этого, мы запланировали проводить дистанционные консультации как для администрации школ с целью оказания методической помощи в создании системы методической работы. Это дистанционные консультации для педагогов, участников муниципальных конкурсов педмастерства, для учителей-предметников, не специалистов в области отдельных учебных предметов, для учителей-предметников в области преподавания профильных предметов в условиях ВГОС среднего общего образования. По второй проблеме отсутствия системы работы с одаренными детьми, мы видим следующие пути решения. Это вовлечение
учащихся в конкурсы исследовательских и проектных работ, в метапредметные конкурсы в рамках проекта «Опорная школа». Куломская школа, школа-лидер, да, она одна из участниц этого проекта. Далее, оказание, опять же, консультационной помощи учащимся в подготовке к различным конкурсам, по созданию индивидуальных проектов. Кроме этого, мы запланировали такое мероприятие, как пригласить, да, вот, дай бог, чтобы у нас все было хорошо с вот таким коронавирусом, поэтому вот мы планируем все-таки, да, если это будет возможно, если нет, то в дистанционной форме обязательно мы это проведем, пригласить учащихся школы участника на защиту индивидуальных проектов учащими 10 класса. Вот. Далее, оказание консультационной помощи учащимся в подготовке к олимпиадам и итоговой аттестации. Такие же формы взаимодействия мы используем при решении данной проблемы. Это практические занятия, защита итоговых проектов учащихся 10 класса в рамках госсреднего общего образования. То есть здесь будет проведено несколько практических занятий дистанционно по подготовке к индивидуальным проектам. Далее, очные и дистанционные консультации для педагогических работников по подготовке итоговых проектов учащихся в условиях госсреднего образования и дистанционные консультации для учащихся по подготовке к муниципальным конкурсам с целью демонстрации качественного результата участия. Что касается третьей проблемы, отсутствия психолого-педагогического сопровождения, то в данном случае, значит, при решении этой проблемы задействован будет педагог-психолог нашей школы. То есть она будет оказывать консультационную помощь всем участникам образовательных отношений, и родителям, и учителям, и учащимся с целью психологической помощи и поддержки и активизации детско-родительских отношений. Кроме этого, да, будут проведены ряд диагностических мероприятий с целью профилактики, дезадаптации, деструктивного поведения и правильного выбора профессий и проведения практических занятий с целью оказания психологической помощи и поддержки. Значит, какие формы взаимодействия мы рассматриваем на этом этапе, предлагаем, да? Это индивидуальные консультации педагога-психолога для всех участников образовательных отношений. Они могут проходить в дистанционной и в очной форме. Дистанционно предполагается через сайт школы. На сайте нашей школы есть в разделе «Опорная школа» вкладка, где размещены все материалы по психолого-педагогическому сопровождению всех участников образовательных отношений. Кроме этого, значит, наш педагог-психолог будет осуществлять выездные консультации в школу «Лидер». Кроме, значит, консультаций будут проведены диагностики. Диагностики будут проведены на базе школы участника. Одна из них уже прошла. Это школьная мотивация учащихся 1-8 классов. И запланирована еще одна диагностика, профессиональное самоопределение учащихся 9 и 11 классов. Ну, понятно, что педагогам психолога будут проведены ряд практических занятий по направленности психологическая готовность учащихся 9 и 11 классов государственной итоговой аттестации. Вот это наш алгоритм действия, основные мероприятия, которые мы запланировали по осуществлению помощи и поддержки школы участника. И в заключение я бы хотела сказать следующее, что передача опыта – это одно из направлений развития любой образовательной организации. И региональный проект «Эффективная школа», он позволяет командам школы перейти на новый уровень развития, то есть создание уже межшкольной команды, деятельность которой будет координировать управление образованием администрации муниципального района Усть-Куломский. При этом школа-лидер, да, проекта получит возможность повышения уровня профессионального мастерства своих учителей, способных научить не только учеников, но и своих коллег, поделиться опытом. И вот здесь важно создать условия для обмена опытом, которые станут связующим звеном, который сплотит команду, да, и позволит ей действовать в общем ключе. Школа-участник проекта получит возможность вводить изменения в образовательную среду для решения приоритетных задач, обозначенных в программе перевода школ в эффективный режим функционирования. И вот создание вот этой вот межшкольной команды, грамотно и профессионально организованная работа в ней – это новый виток в развитии
наших школ. На этом я свое выступление заканчиваю. Спасибо за внимание. Если есть вопросы. Спасибо, Марина Константиновна. Мы благодарны вам за то, что вы представили опыт взаимодействия вот в этой связке школа-лидер, школа-участник. И действительно вы обратили внимание на те эффекты, которые можно как раз достичь в рамках такого межшкольного взаимодействия. В целом, как вы оцениваете, произошли ли какие-то, и может быть в чем, изменения у школы-участника в рамках взаимодействия с вами как со школой-лидером? Ну, во-первых, что нужно сказать? Все-таки второй раз, когда мы участвуем, это уже позволяет нам более, свободно, скажем так, себя чувствовать в рамках этого проекта. К тому же, если в прошлом году под нами были 4 школы, сложно было, конечно, реализовать программу тьюторского сопровождения. В этом году 1 школа, Вотчевская школа. Сотрудничество уже налажено, партнерские отношения уже налажены. И действительно эффект, вот не случайно проект называется, да, «Эффективная школа», эффект от нашей взаимной работы, он есть. Во-первых, и учителя школы-участника уже проще идут на контакт с нами. Но вы сами прекрасно понимаете, что педагоги не все. Педагоги так ведь никого не хотим ущемить в компетентности профессиональной. Они готовы с нами сотрудничать. Мы готовы уже представить больше опыта в сравнении с прошлым годом. Тем более в этом году мы уже подключаем к этому проекту, широко, кстати, подключаем нашего психолога. Поэтому изменения, конечно, видны, и изменения положительные. Да, может быть, их не так много. Но ведь мы только начинаем работать в этом направлении, и мы очень благодарны проекту «Эффективная школа» в том, что все-таки, когда школы дружат, когда школы обмениваются опытом, они учатся, приобретая вот опыт взаимодействия. Поэтому спасибо за такой замечательный проект. Спасибо. Вы сказали, что планируется как раз все-таки очное участие десятиклассников Вотчевской школы по защите индивидуальных проектов. Если все-таки не случится, будете ли вы проводить это дистанционно? Дистанционка у нас, в принципе, мы можем общаться с ними дистанционно, то есть мы можем подключиться. Да, проблема возникнет, конечно, может быть, со стороны Вотчевской школы в плане прямого подключения через интернет, но в любом случае видеозапись, даже если не получится напрямую подключиться, да, нам обеим школам, то видеозапись будет осуществлена и передана в Вотчевскую школу. Мы готовы. Спасибо. Мы благодарим вас еще раз за представление опыта. Усть-Коломская школа – это школа, действительно находящаяся в сельской местности, являющаяся лидером нашей республиканской системы, да, образования, что неоднократно было отмечено в связи с ее участием во многих конкурсных испытаниях. Мы благодарим вас также за участие и в мероприятиях нашего проекта и поздравляем с 2-м местом, да, в рамках грантового конкурса. Спасибо за представление опыта и успехов вам. Спасибо. Всего доброго. Всем доброго. Берегите себя, своих близких и будьте здоровы. Спасибо. Спасибо. Мне вот здесь хотелось бы отметить, что действительно для нас важны даже самые мельчайшие качественные изменения, положительные изменения, да, которые мы видим в развитии наших обучающихся, да, потому что для нас важен каждый ученик. Мы работаем не только с педагогическими коллективами школ, да, не только с руководящими работниками школ, но все наши усилия направлены прежде всего на то, чтобы помочь нашим ребятам в преодолении тех затруднений, которые возникают у них в освоении образовательных программ. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Ну, а мы с вами продолжаем. И в данном случае плану, по кейсам, которые у нас еще запланированы и в представлении. Это опыт работы уже школ, в данном случае города Воркуты и города Усинска. И мы хотели бы сейчас предоставить возможность выступить Татьяне Валерьевне Кудряшовой, заместителю директора средней общеобразовательной школы номер 23 города Воркуты, являющейся лидером в рамках данного проекта, с представлением опыта внедрения эффективной модели взаимодействия школы-лидера со школами с низкой результативностью и школами
работающими в неблагоприятных социальных условиях. Эта школа у нас впервые, первый год участвует в проекте в роли школы-лидера. Да, вот если предыдущий участник у нас второй год, то здесь мы видим опыт первого года, но действительно сделано уже тоже достаточно много. И школьная команда в РКУТ, она заняла первое место в грантовом конкурсе модели перевода школ в эффективный режим функционирования. Как им это удалось, об этом сейчас Татьяна Валерьевна расскажет. Мы благодарим Татьяну Валерьевну за представление опыта средней общеобразовательной школы номер 23 города Воркуты. Как отметила Татьяна Валерьевна, это действительно первые шаги, но я думаю, что они очень успешны в сопровождении школ-участников данного проекта. И напомню, что школьная команда Воркуты в рамках грантового конкурса стала победителем и заняла первое место. Ну, а мы с вами продолжаем нашу встречу, и в качестве кейса мы хотим представить вам в данном случае выступление директора средней общеобразовательной школы номер 4 с углубленным изучением отдельных предметов города Усинска Лосева Михаила Иосифовича. С выступлением участия в республиканском проекте по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Опыт школы-лидера. Эта школа у нас уже не первый год является участником проекта в качестве школы-лидера, и достаточно интересные наработки у них уже имеются, которыми они готовы с нами поделиться. Пожалуйста. Стать почти всемогущим. Спасибо за внимание. До свидания. Уважаемые коллеги, мы благодарим Михаила Иосифовича за интересное выступление, за представленный опыт работы школы-лидера, школы номер 4 города Усинска. Действительно, вместе люди могут сделать многое, поодиночке мы все можем пропасть, да? Как поется в известной песне. Уважаемые коллеги, это выступление завершило череду выступлений в рамках нашей Всероссийской онлайн-конференции «Эффективная школа». Мы надеемся, что тот опыт, те технологии, те методические подходы, которые были представлены участниками в своих докладах, в своих выступлениях, они действительно позволили всем нам осмыслить те стратегии, те механизмы повышения качества образования, которые используются и в Республике Коми, и в регионах Российской Федерации, которые приняли участие в нашей конференции, для повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Мы благодарим всех, кто представил свои доклады, мы благодарим всех, кто участвовал в нашей конференции в качестве слушателей. Еще раз напоминаем о том, что действительно свои предложения в резолюцию конференции вы можете опубликовать по ссылочке, которая находится во вкладке «Вопросы» и сейчас будет продублирована в чате. Пока еще там не так много предложений. Мы надеемся, что вы осмыслите все то, что сегодня услышали. Еще раз обратитесь к своему собственному опыту, и предложения все-таки там появятся. Кроме того, напоминаем о том, что вы имеете возможность направить свою публикацию в виде статьи, в виде тезисов, для того, чтобы свой опыт отразить в сборнике материалов конференции. Уважаемые коллеги, мы призываем вас принять участие уже и после наших очных, в данном случае дистанционных встреч, посредством публикации в сборнике материалов нашей конференции, нашего семинара. Ну и, конечно же, мы благодарим вас за то, что вы в течение сегодняшнего дня подняли достаточно актуальные проблемы и действительно продемонстрировали наиболее эффективные решения, которые сложились, в том числе и в разных субъектах Российской Федерации. От имени института мы благодарим вас за участие в работе наших конференций и семинара. Думаю, что представленные кейсы, представляющие, по сути, региональные практики, опыт работы в команде «Школа-лидер», «Школа-участник» были для вас интересными. Ну, мы полагаем, что все-таки организованная форма взаимодействия между школами-лидерами и школами-участниками, то есть школьными командами, организованными по муниципальному, в общем-то, принципу,
представляет некоторую, может быть, эффективность и, в общем-то, позволяет в рамках такого горизонтального взаимодействия непосредственно решать очень многие проблемы. Ну и в целом, конечно же, обеспечить решение одной из ключевых задач национального проекта образования, а именно повышение качества образования в общеобразовательных организациях. Уважаемые друзья, мы прощаемся с вами, благодарим вас еще раз за работу и всего самого доброго. И прежде чем мы завершим на сегодня нашу работу, мы бы хотели пригласить вас к участию в дальнейших мероприятиях нашей Республиканской стратегической конференции «Образование 21 века. Инновации, преобразования, развития». На сайте конференции вы можете зарегистрироваться на мероприятие. 24 ноября у нас пройдет стратегическая сессия «Дошкольное образование. Вызовы, тренды, перспективы», а также стратегическая сессия «Система работы по самоопределению профессиональной ориентации обучающихся», тоже очень актуальные аспекты в рамках работы по поддержке школ с низкими образовательными результатами. 25 ноября, как и мы уже говорили, приглашаем всех на стратегическую сессию «Цифровая образовательная среда. Образовательная организация как инструмент организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий». Некоторые участники проекта «Эффективная школа» также представят здесь свой опыт работы. И также 25 ноября пройдет стратегическая сессия «Специальное образование и социокультурная интеграция». Будут представлены очень интересные региональные практики и пройдет информационная сессия по сопровождению социокультурной интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Тоже новая тема, за которую взялся наш институт и сопровождает эту работу. А 26 ноября, последний день работы стратегической конференции, пройдет стратегическая сессия «Национальная система профессионального роста педагогических работников. Профессиональные стандарты». Будем обсуждать аспекты функционирования муниципальных методических служб, организацию методического сопровождения педагогических кадров в контексте целевой модели наставничества. И также 26 ноября ждем вас на стратегическую сессию «Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Сопровождение олимпиадного движения в Республике Коми». Все мероприятия проходят на сайте конференций и форумов konfor.kariro.ru. Будем рады видеть вас в числе участников. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго и здоровья.